родные, коллеги и друзья Николая Николаевича Широкого. Мы начинаем пленарное заседание второй Всероссийской научно-практической конференции «Фольклор, литература народов Сибири и Северо-Востока Российской Федерации. Теория и практика сравнительного изучения», посвященная 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора СУКУ, академика Международной Тульской академии Николая Николаевича Таброкова. Всех вас приветствуем и поздравляем с началом Всероссийской конференции. По нашей традиции мы начинаем торжественное заседание с якутского адреса. Валентина Максимовна, все гости, студенты, разрешите вас приветствовать из нашего якутского эпоса. Албысом из нашего якутского эпоса Ланко. Арчалка эпоса. Дохомени, дохомени, дохом. Эгейде хүеден нуга эрего янтахсар желери түген нартига үелери тукары ителери бет түллүгейнен беленнин Ар-кара қалғанынан хабылының аяғым сағартықтаматын қолым сола қол боспатын эгейде хүрдүспетін дохом мени Дохом мени, дохом. Артүкте аңарыдын алтан herge айнылынын алаға жетерилинин алуа тиредидин быстыбат яңайылынын Востубат уйгу олордун ахынарчы хүнкен хүргөр Аханарчи дохом мени, дохом мени, дохом. Дохом мени, дохом. Тамапет. Спасибо, Людмила Спановна. Я хочу ответить цветов верному другу и соратнику нашего дорогого Николая Николаевича Валентине Максимовне. Сейчас разрешите предоставить слово для приветствия Голикову Алексею Иннокентьевичу, университета имени Максима Кировича Мосова. Я поздравляю вас с началом работы второй Всероссийской научно-практической конференции «Фольклор и литература народов Севера и Северо-Востока Российской Федерации», посвященной 90-летию со дня рождения Николая Николаевича Таброкова, доктора филологических наук, профессора, академика Международной Тульской академии. Николай Николаевич выпускник, один из первых выпускников Якутского государственного университета. Он в 1958 году закончил историко-филологический факультет и после окончания университета работал в школе в Илюшском Улусе, работал в аппарате обкома партии, КСС,
Также долгое время работал в Институте языка, литературы и истории. И в 1994 году полностью перешел на работу в Якутский государственный университет на должность заведующего кафедрой якутской филологии, якутской литературы. И с этого дня началась трудовая деятельность по подготовке кадров. Уже Николай Николаевич тогда был маститым ученым, знатоком и вообще пропагандистом литературы народов Севера. Ему принадлежат такие глубокие исследования якутского героического эпоса Аланхо, произведений наших классиков литературы, да, поэтов, народных писателей. Это Алексея Алексеевича Кулаковского, Платона Алексеевича Аюнского, Эрли Кристина, Мачгая, Сурана Маллона и многих других. И огромное именно наследие его важно заключается в том, что он посвятил свою трудовую деятельность именно в нашем университете к подготовке кадров высшей квалификации. Это научные кадры литературоведа. Это не только в нашей республике, но и в Сибири и северо-востоке Российской Федерации. И при его непосредственном участии в 1996 году был открыт диссертационный совет по якутской литературе, по специальности якутской литературы в нашем университете. Он подготовил как научный руководитель 2 докторов наук, 11 кандидатов наук. У него более 30 монографий и книг, более 300 научных статей, такой огромный багаж публикаций. И сегодня, да, у нас в связи с тем, что изменилась номенклатура научных специальностей, осенью прошлого года была приостановлена работа нашего диссертационного совета по литературам народов России. И сейчас Институтом языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации и его коллективом ведется большая работа по открытию нового диссертационного совета. И я уверен, что коллектив с этой работой справится. В ближайшем будущем этот диссертационный совет будет восстановить свою работу. Я пожелаю коллективу института и лично Гаврилу Григорьевичу в этом очень важном деле успехов. Желаю всем участникам конференции плодотворной совместной работы, энтузиазма и творческих успехов. У нас сегодня в гостях самые дорогие, близкие, любимые люди Николая Николаевича. Это Валентина Максимовна, жена, соратник, с которой они рука об руку прожили 65 лет. 64. 60-летие свадьбы они отметили в ЗАГСе Республики, да, и были это, на Ленинских столбах путевкой были, не награждены, а выделены на путевке, да, и славно погуляли, отдохнули. Конечно, это большое счастье. Они встретились студентами и влюбились друг в друга. Русская девушка Валя Ручникова и где-то из глухомани Люлийского улуса Коля Табуроков. Но Коля Табуроков был, конечно же, красавчиком, да, первым парнем не только на деревне, как говорится, но первым парнем в университете. Он был сталинским студентом. И Валентина Максимовна, конечно же, кандидат филологических наук, преподаватель нашего университета, долгие годы работала. Она учила не только наших студентов, и нас всех учила. Она была любимым
преподавателем нашим, и сейчас она тоже очень наш близкий человек, друг, да. И первый их ребенок — это Наташа, родилась, Наташа Николаевна, дочка. И Ольга Николаевна, вторая дочка, она прилетела из далекой страны, угадайте сами, из Израиля. Вот, наверное, конечно, приключения тоже были, наверное, да, но вот сумела приехать на юбилей своего отца. И вот, конечно, в этом кругу мы начинаем свою работу, это очень хорошо. И слово для приветствия мы предоставляем первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия, доктору географических наук, присяжному Михаилу Юрьевичу. Спасибо большое, Жила Борисовна. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, родственники, студенты. Потому что конференция, наверное, в значительной степени направлена и на вас, чтобы вот так же, как много десятилетий тому назад, на самом деле для нас большим счастьем, если у вас семейное счастье, то для нас, для всех большим счастьем стало, большой удачей то, что талантливый парень выбрал для себя такую науку, как филология, и реализовал себя в полной мере. Конечно, это, наверное, самое большое достижение. И сейчас, когда мы с вами находимся в цикле десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, которое у нас объявлено, мы ощущаем дефицит притока молодежи в науку. То есть, к сожалению, одно дело, человек проявил свои способности, другое дело, мы ее привлекли, как удержать. Но здесь, конечно, конференция, она с этой точки зрения не только для самих уже ученых, маститых ученых, как вот я благодарю за подарок от Варвары Борисовны, книги подарила, и на обложке написано «Наш учитель», и сама вот такой же маститый ученый тоже подписалась очень скромно, ученики Николая Николаевича. Ну, скромно с точки зрения ученики, но Николай Николаевич звучит, конечно. Я, вот вчера просматривал библиотеку домашнюю, ближайшие, так скажем, на расстоянии вытянутой руки. Выяснил, что, оказывается, книг Николая Николаевича даже больше, чем вот сейчас вот на выставке. Когда я пообщался с библиотекарями, многие в 2 экземплярах, и мне и супруги, оказывается, и где-то просто написано, да, Кунду Калегатар, где-то написано Кунду Эдер Калегатар, разных лет при моем общении с Николаем Николаевичем. Ну и вот, например, вот этот библиографический указатель, вот так он просто мне запомнился, потому что он был выпущен в феврале 2004 года, а в январе 2004 года я приступил к работе в ректорате университета. Анатолий Николаевич Алексеев тогда меня пригласил, и, по сути, не прошло еще там несколько недель работы. Я помню, это особая, на самом деле, особая честь для любого преподавателя, сотрудника, профессора вуза, когда выпускается в вузе и попадает это в вузовскую библиотеку вот такое издание. Потом, вот у меня из личных воспоминаний 2005 год, потому что когда мы впервые проводили в университете слет именных стипендиатов и отличников Якутского госуниверситета разных лет. И тогда удалось собрать тех, кто из первых выпусков, из первого цикла выпуска, из 50-х, из 60-х, из 70-х, из 80-х и так далее. И мы издали такую небольшую брошюрочку, книжечку, где были собраны имена всех стипендиатов, в том числе и сталинских, и ленинских, и стипендия ЯССР была, и стипендия Амосова, которая спустя много лет возобновлена, и слава богу, сейчас эти традиции СВПУ продолжают. Я помню, тогда мы общались со многими старожилами университета, первыми выпускниками, которые пришли, поддержали это мероприятие. Это тоже была такая своеобразная передача, эстафета знаний. Ну и памятным был 2013 год, юбилейный год, когда было переиздано ставшей библиографической редкостью издание «Якутский стих». Вот. Мне даже больше нравится, честно говоря, старые издания. Там мне нравится то место, где указывается аббревиатура относительно дикторов. 3 диктора, среди которых и сам автор, причем сам он себя относит в расшифровке к любителям.
То есть это любитель, читающий тексты, стихи на якутском языке, ребенок, читающий стихи и тексты на якутском языке, и профессиональный диктор, читающий. И вот он все это измерял. И с этой точки зрения, конечно, это очень хороший пример, показывает, что литература, филология – это не просто у тебя хорошая память, ты хорошо читаешь, у тебя хорошая дикция, а это еще очень серьезная аналитическая работа. Поэтому заслуга большая Николая Николаевича состоит прежде всего, ну, на мой взгляд, как самого исследователя, самого ученого в том, что он все-таки сделал очень серьезный анализ, он послушал, как на якутском языке звучат различные стихотворные формы. То есть он, по сути, в этом отношении сделал хороший анализ. Ну и я для себя тоже пытался сформулировать все-таки его роль с точки зрения своих междисциплинарных подходов. Я бы так назвал, наверное, охарактеризовал Николая Николаевича. Он по своего рода генетик стихотворных форм литератур тюркоязычных народов Сибири. Почему? Потому что он вот после первого большого шага, как большой ученый-исследователь, дальше он приступил к тому, что стал вокруг себя объединять, стал делать так, чтобы те ростки национальных литератур, которые появлялись, и различных форм стихосложения в разных районах огромной территории, чтобы они себя могли реализовать в творчестве. И здесь, конечно, заслуга, почему появился диссертационный совет, и почему вот многие на самом деле, не только представители якутской литературы, себя называют смело учениками Николая Николаевича, он многим открыл дорогу в эту большую жизнь. И поэтому, наверное, вот можно здесь, наверное, объяснить, тоже у меня когда-то по этому поводу был разговор, не буду называть с кем, я не филолог, не кандидат, не доктор наук в этой отрасли. Но вот по поводу вот этой книжечки, учебное пособие, это вот история якутской литературы. Работа 2001 года. И здесь вот, значит, Николай Николаевич, первый абзац, первые фразы у него начинались «Литература день тугой». Я помню, что я это высказал, я вот общался, не буду говорить с кем, но не в этой аудитории человек находится, и сказали, да так каждый может начать. На что я категорически не согласился, потому что я в свое время, будучи совсем молодым, значит, студентом Якутского госуниверситета, мне посчастливилось попасть в стены Института географии Сибирского отделения РАН имени академика Сачавы в Иркутске. Я прожил больше месяца, арендовал далеко где-то жилье, было очень сложно, но каждое утро на 2 автобусах в институт закрывали, оставляли в библиотеке, доверяли, до самого аж пока не выгоняли. И там я пообщался с фронтовиком, большим ученым, ленинградцем Юрием Петровичем Михайловым, который к тому времени, он был в летах, и я помню, что найти его кабинет в Институте географии было очень сложно. Потому что вот на таком маленьком, на печатной машинке напечатано ЮП Михайлов, и только это висело у него на двери. Но вот сколько я с ним общался, он каждый день рабочий, утро начиналось, он встречал, ну как будет возможность, устанете в библиотеке, зайдите. И каждый день он почти меня спрашивал, что такое география. Но это была такая серьезная обкатка, представление. Он не то, что он навязывал свое мнение, он, значит, высказывался, рекомендовал что-то посмотреть. А вот можете сходить, у нас вот на таком-то этаже работает еще такой-то ученый. Поэтому я видел фотографии из разных изданий о Николае Николаевиче, и там очень много одухотворенных лиц, которые его окружали, те люди, в которых он вкладывался. Поэтому прежде всего вот я восхищаюсь человеком, который смог на самом деле разложить вот на атомы, да, вот стихотворные формы того, что создавалось в литературе. Причем сам, по-моему, не писал, насколько я понимаю, сами стихи. Но это уже, скажем, другое. Это другое. Но на самом деле вот уровень теоретика и уровень человека, который теоретики, они гораздо выше. Поэтому от себя лично, от имени Министерства образования и науки, желаю успешной работы нашей конференции, желаю, чтобы было продолжение, и чтобы те надежды, которые вот были высказаны с Алексеем Никитичем относительно диссертационного совета, относительно движения, чтобы на самом деле не только диссертациями жил народ
а чтобы исследования эти шли в народ, чтобы они были близки людям. Спасибо, удачи всем. Спасибо большое. Николай Николаевич говорил, что литература – это вечный поиск волшебства. Спасибо, Михаил Юрьевич, за обстоятельный анализ деятельности нашего Николая Николаевича, теплые слова. Разрешите предоставить слово народному писателю Республики Саха-Якутия Кривошапкину Андрею Васильевичу. Андрей Николаевич, сегодня отмечаем 90-летие замечательного человека, крупного ученого с мировым именем Николая Николаевича Сковородова. Николай Николаевич был большим другом коренных малочисленных народов Севера. Он всегда, где бы ни был, всегда интересовался состоянием наших северных народов, где каждый из них был, какие проблемы, какие трудности. Он меня очень часто спрашивал и был готов всегда прийти, если надо, на помощь и поддержку. Он говорил мне различных беседе, он, если надо будет, он не остановился ни перед кем, для того, чтобы поставить вопрос для положительного решения всех проблем наших северных народов. Николай Николаевич был большим моим личным другом и товарищем. Когда приезжал в Москву, когда мы были в Москву, он обязательно к нам приходил в гости, мы его встречали как самого почетного гостя. Когда мой внук маленький, так, и когда первый раз пришел к нам, он сразу к нему подбежал, идет сразу к нему прямо на колени и начал перебирать его седые волосы и говорил: какие чистые волосы, белые, чистые, благодатные. И он, Николай Николаевич, был тронут тогда до глубины души таким отношением маленького ребенка. И впоследствии он постоянно интересовался, как там малыш мой растет. И когда он радовался, что у него все нормально, растет, и он у него уже институт закончил, и потом и там и дальше работает, и всячески ему желают удачи, счастья и так далее. Вообще, Николай Николаевич Тодоров был самородком самой высокой пробы. Я в своей жизни мало встречал людей с такой чистой, глубокой души, человека настоящего интернационалиста, который был готовым в случае необходимости стать во весь рост на защиту интересов и прав коренных малочисленных народов Севера. Естественно, мне, как северянину, такая поддержка крупного ученого была большой гарантией того, что благополучие наших северных народов будет обеспечено, и никто не посмеет на нас как-то так с каким-то околом искать нарушение интересов и прав, потому что Николай Николаевич всегда, где бы ни был, при каждом своем выступлении непременно говорил о народах Севера, о их трудностях, о их проблемах, о необходимости крупной и свободной поддержки со стороны государства. Он действительно, я очень благодарен за такую поддержку. Вот я сейчас принес специально многолетнюю полярная звезда Андрея Кривошапкина. Это творчество, равенство, писатель написано. Это книгу написали Николай Тодоров и Варвара Борисовна Окорокова. Такого Борисовна, большое спасибо. Он за этим случаем, и вот тут, значит, я благодарю его. Вот, и каждый, и вам каждый, говорим наши
и за такую поддержку неправильных товарищей. Я сейчас бы предложил руководству как-то попросить, как-то так и руководство университета, и правительство республики Саха-Якутии эту книгу передать в твердом трехлетии по 95-летию, на 95-летию Николая Ставрогова. Это вопрос, я понимаю, так, не из-за того, что эта книга о литературном творчестве и его жизни, а именно эта книга авторстве, который пришел от народа Сирии, о литературном развитии. Это действительно книга имеет большое интернациональное значение. Николай Николаевич действительно человек такой большой души. Если бы он был среди нас, как бы он радовался за наши северные народы, потому что народу севера сегодня действительно пользуется большим уважением нашей родной республики, Российской Федерации. А раньше мы говорили, сейчас мы проблемам трудностей народу севера, потому что практически большие такие серьезные проблемы, которые были, они разрешены нашим руководством Республики Саха-Якутии, руководством Советского Союза и Российской Федерации. Я, как президент Социалистического Севера, это заявляю официально, и сегодня я могу сказать честно, потому что у нас сегодня нет таких серьезных, больших таких проблем, которые бы касались судеб коренных наших народов, потому что мы живем в другом стране народов Республика Саха-Якутия и Российской Федерации. Поэтому, пользуясь этим моментом, я выражаю благодарность и руководству нашего университета, нашим независимым преподавателям, профессорам университета, за то, что вы всегда окружаете внимание заботой молодежь наших северных народов. Так что я заверяю всегда в том, что мы всегда будем вместе с вами. Если надо будет, всегда придем на подписку, на помощь, будем выполнять любые ваши просьбы по решению того или иного вопроса. И вот этот вопрос, по крайней мере, если будет какое-то решение будет приниматься, если рекомендации какие-то, вот эту книгу Николая Николаевича Ставрогова и Марины Борисовны можно было бы, да, еще раз повторять, в этом прикрытии. Это замечательная книга. Потому что речь только не об уме, речь идет о народах Севера, о довольно братстве народов нашей Республики Российской Федерации. Это именно по своему значению большая такая книга. Так что это предложение, мое предложение прошу воспринять внимательно и относиться к нему как можно серьезнее. И надо, чтобы следующему юбилею Николая Николаевича Ставрогова посвятить и даже книг, посвященных ему, как была и эта книга. Я это ставлю не из-за того, что книга о моем творчестве, именно уважая личность крупнейшего нашего современного, когда он был живым, и до сих пор, и даже воспринимаем его как живого народа Севера. Поэтому я очень надеюсь, что эта книга будет тоже в таком прикрытии. Может быть, Барбара Российская что-то добавить, зависит от книги, будет делаться, и это будет серьезная книга, серьезный вклад в северную литературоведение, не только Якутии, не только Российской Федерации, но всего мира, потому что народу Севера во всем мире народов очень много, и это станет состоянием мировой литературы. Я надеюсь на это, и потому что это будет на обществе, и далее это через нас общее дело.
Так что будем дальше сотрудничать. И я желаю всем здесь присутствующим наибольших успехов в жизни, счастья, реализации всех планов и задач, которые ставите вы торговлю. И еще раз говорю о том, что мы, народ Севера, всегда были, есть и будем вместе с вами, вашими самыми надежными друзьями. Я не говорю партнерами, подминными друзьями, потому что мы живем в одной жизни, нас волнуют и проблемы, одни задачи, одни цели, и мы готовы вместе с вами рука об руку, так со своими старшими друзьями, товарищами, дальше идти по жизненным дорогам нашей культуры. Так что успехов вам, здоровья, успехов. Вам большое спасибо, директор, уважаемый наш университета. И фамилия у вас очень красивая, 43 буквы О. Так что успехов. И Варвара Васильевна, вам тоже большое спасибо. Всем. И нашему уважаемому министру тоже. Так что тут все одна команда такая. Так что дальше будем дальше жить. Поддерживать друга. Будем друзьями. Именно друзьями, а не союзниками. Потому что мы люди одного разговаривающие. Так что будьте счастливы, дорогие друзья. Всех благ. Принимаю ваше предложение. Все предложения записываются также. Сейчас разрешите предоставить слово верной спутнице жизни Николая Николаевича Валентине Максимовне Топоровой. Первые моего сообщения предложили Николай Николаевич в кругу семьи. И прежде чем говорить о семье, наверное, скажу, как же возник, откуда свалился этот наш семейный круг. Разрешите начать с истоков. Николай Николаевич в книге «Известные выпускники Якутского университета», где под своей фотографией написал следующее. В Якутском университете я не только получил специальность, ставшую основой всей моей трудовой деятельности, но и обрел семейное счастье. Родилась наша старшая дочь Наташа. Таким образом, Якутский университет стал в переносном и буквальном смысле колыбелью и счастьем нашей жизни, нашей семьи. Действительно, все лучшее в нашей семье, в нашей трудовой деятельности связано с университетом. Проработав 13 лет в школе, по приглашению Николая Георгиевича Самсонова в 1973 году по конкурсу прошла и стала работать на кафедре русского языка и общего языкознания. И мой трудовой стаж в университете около 40 лет. Коля пришел где-то в 94 году, и стаж его тоже достаточно велик, 20 с чем-то, да? Задали мне вопрос, как мы познакомились, журналисты, как сложилась наша семья. Действительно, основа – это наш факультет. Жили мы в одном общежитии. Я на первом курсе, он на втором. Он на втором этаже, на первом. Редко пересекались. И однажды, где-то в конце ноября, я даже число помню, 28 ноября, такое событие в нашей семье, родилась у моих родителей первая внучка. Я прибежала набрать чай из Титана, и он оказался там же, в этой кухне студенческой, и спросил, что такая веселая. Я сообщила, у нас прибавление в нашей семье, внучка у родителей. Он почему-то так обрадовался, подошел, пожал мне руку, и все. Вот с тех пор, можно сказать, он уже не упускал меня из рук.
Мы 1,5 года продружили. Я потом как-то в его дневнике прочитала: «Ребенок всегда благо». И он, шутя, говорил: «Мать, самое лучшее наше достижение в жизни – это наша семья. Наши 3 детей, 6 внуков и 13 правнуков». Дружили очень хорошо, ходили в кино, любили театр, много гуляли по городу. Ну, начал меня Коля склонять, так сказать, к замужеству, к семейной жизни, к женитьбе, к чему я была не готова, давала маме слово, что нет, даже об этом думать не буду, выйду замуж после окончания университета. Надо сказать, что Коля все-таки вырос в сиротстве. У него мама умерла рано. Отец был охотником, часто уезжал, а жил он в основном у старшей сестры. И, конечно, я понимаю, ему хотелось своего семейного очага. В один прекрасный день, 26 мая, мы пошли, никого не предупреждая, в ЗАГС. Вот на площади Дружбы он был. Зарегистрировались без всяких свидетелей, погуляли по городу, пришли в общежитие, в мою комнату, большая, 8-местная, сообщили радостно об этом. И такой там шум, переполох поднялся, забегали все. И хотя была сессия, через 4 дня нам устроили свадьбу, роскошную, было 100 с лишним человек. Сложились 2 наших курса, и друзья, кстати, были преподаватели, Дичковский Николай Демьянович, Курчатова Павла Прокопьевна, моя преподавательница русского языка. Так, выскочила. И много-много друзей. После свадьбы разошлись по своим комнатам, где нам было некогда. Почему Коля настаивал? Он все-таки хотел летом ехать к моим родителям. И ну как ехать? На каких правах? Вот потому мы зарегистрировались. Быстро мои девочки там сориентировались, кого-то переселили из двушки и перенесли, навели порядок, перенесли наши чемоданы, и началась наша жизнь. Сессия, через 2 недели разъехались я на пионерскую практику, Коля на какую-то другую, и встретились уже летом у моих родителей. Ну вот с этого момента началась наша жизнь семейная. Осенью нам дали двушку, мы поселились, и это был, пожалуй, самый лучший, счастливый год в смысле беззаботности. И жили мы в материальном отношении плохо, Коле присвоили стипендию сталинскую, а я, скажу, все годы училась на 4,5. Я всегда училась на повышенную стипендию. И мы жили безбедно. Но весной немножко какое-то беспокойство начали испытывать, потому что, во-первых, узнали, что ждет пополнение наша семья, во-первых. Во-вторых, должно было быть распределение. Коля был активным комсомольцем, ему предложили остаться в городе на комсомольскую работу. Это для меня был идеальный выход. Я бы спокойно закончила 4-й курс, и ребеночек бы в спокойной обстановке появился. Но я понимала, что если мы пойдем на это, мечтать в ближайшие 5-6 лет об аспирантуре не придется. Аспирантуру придется забыть. И мы поехали в глубинку, я за ним следом, как мои девочки говорили, ну, декабристка нашлась, ехала бы к своим родителям. Ну, ничего, все обошлось. О трудностях этих следующих 8 лет я не буду рассказывать. Это очень тяжело, потому что Коля без конца уезжал, собирал материал. У меня появилась дочь, маленький ребенок. Он уехал из этой деревни, из этого поселка раньше меня. Я еще полгода там прожила с маленькой дочкой в ожидании пополнения. Вернулась в конце 60-го года, а он аспирант-точник, не мог приехать ко мне.
Ну, с этого момента началась наша жизнь, уже очень серьезная. Я не буду об этом говорить, поскольку это самые трудные годы в нашей жизни. Хампинский, так называемый на нашем языке, и цесарский период. Беспартийя, безденежье, с 2 детьми и так далее. Ну, Коля очень много работал, много ездил, конечно, меня разваливалась ноша, но как-то все-таки все мы перенесли. Жизнь налаживалась, ну и таким образом, в общем-то, все тряслось. Что о Коле сказать, каким он был в семье, я просто сразу скажу, что он все умел. Вот действительно талантливый человек, талантлив во всем. Он не только умел довести порядок в квартире, белить. Наташу с 6 класса научил обои клеить, или все это сами делали, красили и так далее. Он научил их кататься на коньках, на лыжах, научил стрелять. Он водил их гулять, а я с маленьким сыном, к тому времени сынок появился, с маленьким сыном оставалось, прихватывал, причем соседских детей. У нас всегда было полно народу, и как-то любили к нам приходить и дети, и взрослые. У нас всегда было какое-то хорошее настроение. Ну, Коля был таким человеком открытым, веселым, и если не любил, когда я печалюсь, и говорил, опять сидишь как печуга на ветке. И сейчас мое положение, конечно, это печуга на ветке. Научил он девочек плавать, кататься на лодке и много-много чему научил. Я бы еще вспомнила о наших семейных домашних праздниках. Самый главный праздник – это дни рождения детей и наши дни рождения. Дети готовили как бы все в тайне, концерты какие-то. До сих пор я в архивах Колиных нахожу скрученные газеты еще тех лет, фотографии, картины, нарисованные им. Подарки в нашей семье, дорогие, не котировались. Мне он обычно рисовал картиночку, на которой изображал роскошный лимузин, богатую там шубу, сверкающие драгоценности, и смеялся: бабки и вексель, вы посмеивались. И таких векселей у меня было много. Кстати, машины у нас своей не было, помогли потом только детям, как помогали. Я, конечно, очень много могу сейчас говорить о его талантах. Очень хорошую подготовку получил в педучилище. И освоил нотную грамоту, научился играть на мандолине, баяне и скрипке. И у нас всегда в доме звучала музыка. Сейчас, разбирая его архивы, вижу, сколько у него записанных его рукой нот и кустик песен. И песни он разучивал по нотам. Когда-то для меня разучил драгоценная «Ты меня, моя женщина». И всем так понравилось. Он был не без артистического таланта, он так хорошо исполнил, всем понравилось. И эту песню потом уже растащили на все юбилеи наших друзей. У меня даже спрашивали разрешение: можно Коля мне споет? Да можно, не жалко. Конечно, пора Варвара Борисовна мне кончать, да? Я что хочу сказать. Вот он так много работал, я поражаюсь, как он все успевал. Сидит, работает, любимый угол, это его письменный стол, за спиной книги, картотека огромная. Кстати, приволок ее из библиотеки, огромный весь угол занимала, а на картотеке, ну, так сказать, туалетный столик, очень бедный, точно смеялись мы все. И не успеешь оглянуться, он уже сидит в своем углу, пишет, что-то читает, конспектирует, работает с компьютером. Вот постоянно был чем-то занят. Любил дачу, на даче тоже так же, всегда с портфелем, с бумагами. Смотришь, уже
пошел отдыхать и говорил, как классик, смена занятий есть отдых. Все успевал. Смородину, которую он посадил, до сих пор Наташа выращивает, все это растет еще. Он много чего умел. Когда готовил диссертационный совет, столько он писал писем, звонил, налаживал связи, он понимал, что без поддержки нельзя. И вот если я вам скажу, что какой-то человек в определенный день отправил 15 бандеролей, трудно поверить, да? Нашла в его архиве реестр отправленных Табуроковым заказных бандеролей от 19 апреля 1993 года, накануне создания как раз совета, связи он налаживал. Я перечислю только города: Абакан, Кызыл, но адресаты разные. Далее Москва, тоже разные адресаты. Санкт-Петербург, Горно-Алтайск, тоже разные. Опять же, Кызыл, разные адреса. Улан-Удэ, кстати, друг Найдаков, 2 отправления. Новосибирск, друг Сактоев. Вот так, 15 бандеролей. Часто я говорю: мать, тебе по пути? Ну, конечно, по пути, так не по пути. Извините, что я задержала ваше внимание. А Коле я могу говорить бесконечно. Всего вам доброго. Воспоминаний написал, не досталось по полной. Были трудности, но мы вместе преодолевали их. Валентина Максимовна сейчас несет на себе весь груз домашних семейных дел, полностью освободив меня для научной работы. Без нее я не сделал бы и половины того, что написал. Спасибо ему за эти слова. А сцене мечтал вообще-то с детства. Я еще минуточку Варваре Борисовне показывала грамоту. Его наградили за активное участие в художественной самодеятельности, за прекрасное исполнительское мастерство. А было нашему папе Коле уже за 50, и он был дедушкой. Сцена его всегда тянула. Я открою завесу тайны, да? Перед тем, как спеть песню, да, он говорит, что посвящает вам, Валентина Максимовна. Я несколько раз слышал. И пел он песню «Ты у меня одна, словно в небе луна». И очарованный. Очарованный, как можно зачарован. Но потом все просили его спеть, я спокойно относилась. И такое объявление. В понедельник, 6 марта, с 11 часов будет, не вечер, как говорится, праздник, посвященный юбилею Табурокова Николая Николаевича, как бы воспоминаниями, да, и приглашаются все здесь сидящие в литературном музее. Студенты в 11 часов в литературном музее. И, конечно же, в связи с этим надо сказать, что надо провести очень много работ по увековечению памяти Николая Николаевича Табурокова. Вот мы подготовили книгу, конечно, очень много там приключений, Макаров, нет денег и так далее, но книга уже давно готова. Подготовили мы его ученики, это как бы мы отдаем долг своему учителю, но и дальше такая работа продолжится в том отношении до проведения юбилеев, выпуск, издания его собственных книг, да, присвоение его имени какому-нибудь изданию или улице. И, конечно же, постановка, наверное, бюста на сквере профессора.
Он, хочется сказать, что Николай Николаевич, об этом будут еще говорить долго, да, рассказывать об его заслугах, но он выдающийся ученый России. Это не для красного словца, потому что в 94-95 годах ему была присвоена российская стипендия выдающийся ученый России, Академии наук России. Да? Вот он такой у нас человек. Ну и, конечно, самый известный ученый Сибири. Хорошо, далее мы слово предоставляем для доклада Ивану Егоровичу Алексееву, доктору филологических наук, профессору кафедры литургского языка. Может быть, мое упущение, что я до сих пор не нашел работу, посвященную киевскому стихотворению с использованием экспериментальных методов. Единственный Николай Николаевич представляет Якутию, тюркологию и монгольские языки, которые в своих изысканиях всегда опираются на множество объективных данных экспериментальной филологии. Он единственный, поэтому я считаю родоначальник экспериментально-аналитической исследования киевского монгольского языка. Я так считаю. Я коротко не могу, не умею говорить, поэтому я попытал и разрешить процесс остановиться на таких основных положениях, которые Николай Николаевич решил в своем долгом научном пути. В 80-е годы 20 века Долгоруков исследовал якутскую, бурятскую и поэтических народов в Сибири. В результате в 85-91 годах он первый из якутских ученых системно использовал экспериментальные методы для комплексной оценки структуры, содержания, интонации стиха, который раскрыл силу художественного слова, особенно поэтического, и все ее оттенки, проявляющие в звучании речи. Так, труды Николая Николаевича якутский стих и проведение сравнительного стихотворения открыли новые направления исследования теории киевского стиха. Безусловно, основа сложившейся истории всегда стабильны и устойчивы, не стигнут какие-то новые течения или изменения, поправки, это непростая задача. Но развитие жизни приведет от науки нанесены, которые были заложены в трудах Долгорукова. Они не только дополняют друг друга, но и раскрывают необходимость обновления подходов, положившихся в киевской литературе. Я из них отмечу 5 особенностей. Во-первых, тюркология, поэзия, киевская поэзия, отличие от русской системы стихотворения, основывается на слоговом централизме. И по мнению академика Радова, Польша и стихи киевских языка создаются в рамках слоговой строки. Не уровень художественного стихотворения, не только зависимости ритма языка и количества слов, но и его идеи и эстетической важности. Детально проанализировав методологии требований стихотворения, Долгоруков отмечает, что уровень развития стихотворения киевских народов Сибири позволяет проводить последовательном исследовании. По требованиям науки того времени
политически демократизированные формы содержания языка рассматривались в рамках социализма. Но и тогда Николай Николаевич сумел убедительно доказать, что по истечении времени ЧК только не возрастается обновление реалистического метода. Например, анализируя стихи якутских поэтов Гоголева, Слава Хаврыца, Данила Рашкера, Грохова, Петра Грохова, Алтайца, Петрушева, Шапкина, Сергеева, Чиряка, Кулица Чернова, Передвиг Шаргова, Кульцевеша, Кахатов, Корякова, Магаева, Кучекатова и других он проследил, как из фольклорных форм постепенно появляется произведение нового художественного стиля. В целом, в качестве удачного образца взаимного обогащения культур, живого примера, расцвета не только содержания, но и формы, Николай Николаевич закономерно опирался на якутскую поэзию. Этот подход автора может служить как новое направление науки, которое соответствует существующей действительности. Во-вторых, Лавров является академиком психологии, выполняя существующие изучения. Общаясь на книжных языках Сибири, уступительные исследования художественной литературы, анализируя уровень развития структуры содержания поэзии, он проводил огромную изыскательскую работу. Он открыл перспективы развития всех литературоведения, особенно для чувственного направления, расширил границы своей научной школы, первый опыт подготовку талантливых исследователей наряду с якутскими, русской, алтайской, татарской поэзией. На языках, как семена последние на полногорной земле, вечно будут вырастать расписанные современной поэзии, свидетельствующие правоту науки после чтения Николая Николаевича Павлова. В-третьих, на научную деятельность Николая Николаевича оказал влияние его многосторонний талант как писателя человека, обучавшегося в мире. Труды, которые мы рассматриваем, вылетают нас в том, что музыкальные способности, его способности помогли к экспериментально-фонетическому исследованию стиха, получившись у известного психолога монталиста Анастасия Михаилова и овладев экспериментальным методом исследования, определил свое научное направление и поставил задачу перед собой исследовать интонации стихов, написанных на якутском, кириллицком, хакасском, алтайском языках и бурятском тоже. Сегодня читаешь его труды и поражаешься той полноте, завершенности исследования не только текста стиха, но и качества интонации, звучания стиха по требованию методики или поэтики. Хотя только я редактировал эти рукописи книг, но сейчас только могу по достоинству оценить их глубину и научные значения. Со временем, когда устанавливается значение знания и интеллект автора, поднимается на более высокий уровень, анализ практически разработанного материала сравнительно с открытым планом. В-четвертых, Николай Николаевич Павлов впервые использовал экспериментальные точки своей работы в якутских стихах. Тщательно проанализировал звучание голоса трех дикторов, силу тембра голоса, количественные параметры, зафиксированных на кинопленке, использованных фотобумаге, частичных слов в стихотворной форме. Все они были записаны в якутске на именно основах нашем. Тогда была лаборатория в институте языка. Что же он получил путем таких подсчетов?
Верный вчера то, что содержательно полнота формы искусственных цеха, его замечание, совершенность и структуры и ритмики является всегда результатом поэтического озарения. Таким образом, автор четко установил, что произведение устного народного творчества якутов имеет отточенный стиль, особую ритмику по закону звукового синхронизма, звуковой группировки и стройки. Это качество якутского языка, по мнению исследователя, удачно использовались в свое время якутские поэты, римские структуры, Махтабы, Сергей, Воля. Такой вывод Николай Николаевич сделал, если всех качества 32 тысяч звуков, это самое меньшее, из 18 тысяч слогов, и было уже сказано, и было как уже сказано, исследовать более 6 тысяч слов с учетом того, что в среднем одно слово состоит из 3 слов. Исходя из этого, основываясь на экспериментах, Павлов установил, в якутском языке постепенно начинается использование ритмико-интонационного строя. Николай Николаевич подтверждает, что отличительной особенностью якутского языка является то, что движение частоты основного тона обеспечивает полноту звучания целой строфы, и поэтому ритмомелодический контур стиха отражает художественную значимость и полноты поэтической речи. Пятое. Павлов доказывает, что при сравнительном исследовании алтайских лингвистов хакасской поэзии и с якутским языком все определяется под долгосрочным влиянием народного фольклора. Кроме этого, приводит пример плодотворного влияния перевода русской поэзии на форму стиха. Но основная форма настоящего любого языка – это интонация, сказал Николай Николаевич. Выявляется интонационное отличие поэзии любого народа, как всегда, определенных вкусов. Если в ней вносятся качественные новые ветви, такие как стройная структура, тягучая натура и широкая степень содержания, выраженные художественным словом и стройной формой интонирования. Например, для того, чтобы продемонстрировать особое место в строении стиха, где используется пауза по показаниям интонограммы, Николай Николаевич переводит многочисленные измерения и расчеты. В результате выявили, что краткая фаза предназначена для передания динамики стихотворной строфы. На основании алтайского и хакасских студийских стихов демонстрируется закон образования укрепленной ритмики и стиха, построенный на процентном соотношении краткой паузы и длительности звучащей строфы. Это труде, указывается в труде Иглася. В своих выводах по интонации ритмной строфики стиха Николай Николаевич в первую очередь руководствующийся положениями Дермунцева о том, что определяющим является символическое строение киевского стиха. Такое удачное распределение в каждом произведении по мнению Николая Николаевича свидетельствует о глубоких корнях творческих и стихотворных особенностей народа. В принципе, он говорит, в принципе, возможности развития стихов разных национальностей не имеет предела, и они тесно связаны с своеобразной национальной интонацией. Николай Николаевич поддерживает, что ритмическая структура, краткая фаза, полновесная строфа схожи в языках народов Сибири. Последовательное исследование ритма, интонации, фразового ударения, существует
полному раскрытию содержания стиха. И еще раз подчеркивает особое значение создания стиха символической системы, используемой в настоящее время в родственных тюркских языках. По мнению академика Коловорокова, равномерные паузы, повышение и понижение частоты основного тона, его ослабление и усиление и интонации, в которой заключается национальное выражение языка. Все это полностью характеризует устроение тюркского стиха. Николай Николаевич в личной беседе всегда говорит, необходимо провести сопоставительные работы исследования древнетюркских стихов. Он ознакомился с трудами Малова и Василия Стебнева, Мухаммада Кашкарского, особенно с удмуртской поэзией Худакырли. Искал древние корни современной тюркской поэзии. Но все эти его мечты, пожелания остались пока открытыми. Думаю, что научные наследники Николая Николаевича продолжат стремление учителя и найдут идентичных форм современного и древнетюркского стиха, так как поэтическое слово по своему характеру имеет устойчивую форму, певучесть и наследственность, о которых Николай Николаевич Тавроков думал последние годы жизни. Спасибо за внимание. Слово для доклада представляется Мамедрашевой Нине Семеновне, кандидат филологических наук, директора Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Тема доклада Николай Николаевич Тавроков, исследователь Хакасского исследования. Николая Николаевича Таврокова, нашего великого учителя, нашего друга, коллеги и замечательного сына якутского народа. Уважаемые организаторы, я выражаю свою благодарность за приглашение принять участие в этом замечательном мероприятии. И для нас, конечно, это большая честь. И слушая предыдущих докладчиков, у меня тоже, скажем, в памяти восстановились те дни, те встречи, которые я, скажем, имела счастье быть знакомой с Николаем Николаевичем Тавроковым и несколько раз, скажем, встречаться, разговаривать. И, конечно же, я время от времени звонила ему с днем рождения, с праздником поздравляла. И, конечно, советы Николая Николаевича Таврокова, они бесценны. И я бы хотела отметить, что Николай Николаевич Тавроков – это действительно великий гуманист. И в 2006 году, когда я впервые посетила замечательный край, Якутию, это было столетие Аюнского, Платона Аюнского, и на этом мероприятии я запомнила выступление Николая Николаевича Таврокова, который обратился к исследователям народов Сибири, и к молодым он обратился. Он сказал такие слова, что мы должны поддерживать друг друга и оказывать помощь, то есть не только, скажем, по жизни, но и в науке. И он сказал, эту эстафету нам передал когда-то Сактоев. И сегодня я передаю вам это. И там на этом мероприятии у нас были литературоведы, фольклористы из Алтая, Тувы, Хакасии, Башкортостана, Татарстана и многих других регионов. И мне это как-то запало в душу, и я поняла, что Николай Николаевич Тавроков, он не просто так, не из праздного любопытства касался литератур, скажем, коренных народов Сибири, и в том числе хакасской литературы. Николай Николаевич Тавроков, он очень дружил с Петром Анисимовичем Трояковым. И, конечно, его работа, которая «Хакасский стих», изданный в 1991 году,
получила поддержку, конечно, Хакасского научно-исследовательского института языка и литературы истории, рекомендованную в печать ученым советом нашего института. И сегодня, вспоминая Николая Николаевича Табурокова, как бы актуализируя его вклад в развитие хакасского литературоведения, перед нами стоит задача, я думаю, переиздать этот труд. И если, вот, я думаю, наверное, молодые исследователи, тоже литературоведы знают, вот я держу эту книжечку, вот такая небольшая монография. И, конечно же, сегодня есть необходимость переиздания этого труда и продолжение того исследования, которое начато Николаем Николаевичем Табуроковым. И нужно отметить, что направление изучения стихосложения, оно достаточно сложное направление. И до Николая Николаевича Табурокова таких подробных исследований в области хакасского стихосложения с применением методов экспериментальной фонетики, конечно, не было сделано. И сегодня мне бы хотелось сказать, что Николай Николаевич Табуроков, я еще раз повторюсь, доктор филологических наук, профессор, академик Международной творческой академии, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный ветеран Сибирского отделения Академии наук СССР, известный литературовед России, исследователь литературы народов Севера и Сибири, автор более 300 научных работ, и многие его научные труды по теории и истории литературы тюркоязычных народов, которые были заложены основы изучения этих литератур, сегодня стали классикой. Ее и ни одно поколение ученых будет ссылаться на эти труды. Огромный вклад Николай Николаевич внес в развитие тюркского стиховедения. Его докторская диссертация «Становление и развитие стихосложения в советской поэзии тюркоязычных народов Сибири» стала первым сравнительно-типологическим исследованием системы стиха тюркоязычных литературных народов Сибири. Как отмечают коллеги и ученики Николая Николаевича Табурокова, Варвара Борисовна Окорокова и Матфена Петровна Попова, Николай Николаевич провел огромную трудоемкую работу по исследованию систем якутского, алтайского, бурятского, тувинского и хакасского стиха. Основал стиховедческую школу во всей Сибири, а его ученики стали крупными исследователями национального стиха и поэзии. И ученики и последователи Табурокова также отмечают новаторство стиховеда Табурокова, которое состоит в том, что впервые в литературоведении народов Сибири исследовал параллельно звуковой организации и ритма в качестве компонента ритмической структуры, дал характеристику строфы и провел разносторонний анализ графической композиции в единстве их конструктивных и смысловыразительных функций. Осуществил системный подход к интонации, как уже упоминалось предыдущим докладчиком, с учетом взаимосвязи и взаимодействия межстиховых и внутристиховых пауз. И, конечно же, целью и результатом исследования стала комплексная характеристика стиха тюркских народов Сибири. Им были выявлены общие типологические свойства тюркского стиха в процессе исторического развития и отмечен ряд отличий, обусловленных особенностями национальных языков. Об исследовании хакасского стиха сам Николай Николаевич писал, что его работа имеет весьма скромные задачи: дать характеристику особенностей звучания стихотворной речи на хакасском языке. Потому эта работа названа «Хакасский стих», а не «Хакасское стихосложение». Но если вы обратили внимание, все-таки в своем выступлении во главе дала как исследователя хакасского стихосложения. Так как последний, он говорил, что именно понятие стихосложения включает в себя, кроме просодической характеристики, эволюцию рифмы, строфики, описание ритмических структур, а эти явления хорошо можно изучать только в совершенстве, зная язык. Тем не менее, исследование Табурокова в области хакасского стиха стало одним из первых серьезных теоретических работ в области хакасского стихосложения. Нужно отметить, что впервые к исследованию хакасского стиха обратилась Мария Андреевна Ундвицкая, которая защитила кандидатскую диссертацию «Хакасское стихосложение» в 1952 году. И в этой работе она описала особенности народного стиха на примере
формальных признаков фольклорных произведений, а именно народной лирической песни «Пах-паха». Мария Андреевна Умбицкая провела дифференциацию между понятиями аллитерации и рифма. Она отмечала, что рифмы имеют место в хакасском песенном фольклоре, но довольно примитивные. Она выделила тавтологические и грамматические рифмы, связывала их с самобийностью структуры народного стиха, представила примеры словесных повторов, редиков с оговоркой наличия звуковых повторов внутри стихотворных строк, указала типы строфической организации конечных рифм. Также она дала описание рифмы в хакасском лирическом эпосе, то есть это один из разделов ее диссертации. И вот некоторые новые сведения по рифмам фольклорных произведений и поэтических произведений хакасских авторов кратко были представлены в работе «Очерк истории хакасской советской литературы» Петром Анисимовичем Трояковым, но цель данной работы заключалась в раскрытии нескольких других направлений. И здесь, конечно, система стихосложения осталась не раскрытой. И впервые Николай Николаевич Табуроков сделал полный анализ рифм, хакасских рифм. Он впервые произвел классификацию рифмы в хакасском стихе. И нужно отметить, что Николай Николаевич Табуроков понятие силлабической системы стихосложения сформулировано Табуроковым таким образом. Это такая система, в которой ритм стихотворной речи создается делением речи паузами, приблизительно равные по времени звучания, сопоставимые по интонации, звуковой организации и ритмическим структурам. Отрезки объединены в синтаксические и интонационно-целостные строки. Считается, что во многих тюркских силлабических стихах явление равносложности выступает одним из самых важных ритмических определителей стиха. И до исследователей Табурокова изучения хакасского стиха подсчеты количества слогов в строке почти не производились. И Николаем Николаевичем были предприняты именно специальные приемы, методы для подсчета именно количества слогов в строке. И нужно сказать, что исследователи тюркского стихосложения тюркоязычных народов России, Сибири, они знают методы работы Николая Николаевича Табурокова, и в этом в своей монографии он описал, как он это делает. Я думаю, в принципе, я не буду на этом особо задерживаться, но я бы хотела отметить, что именно для полноты анализа Николай Николаевич Табуроков в своем экспериментальном исследовании привлекал как носителей языка, как детей, то есть участвовал в этом эксперименте один из учеников, на то время ученик 8 класса Чапиков, и с очень хорошей дикцией актер нашего национального театра Дмитрий Филюжеков и сам Петр Анисимович Трояков, то есть это носители хакасского языка. И, конечно же, Николай Николаевич в своей работе, в своем исследовании также описал ямбический стих, хакасский ямбический стих, что до исследователей Табурокова тоже никем не было сделано. И, наверное, я буду, краткой. И мне бы также хотелось отметить, что работа по исследованию хакасского стихосложения продолжилась в работе его ученика Сергея Александровича Мамагашева, сидейтома, писателя, блогера, члена Союза писателей России. И он написал монографию под руководством Николая Николаевича Табурокова «Становление и развитие системы хакасского стихосложения». То есть Николай Николаевич заложил эту основу, и эта работа была продолжена уже, то есть исследователем, хакасом Сергеем Александровичем и под непосредственным руководством Николая Николаевича Табурокова. И, конечно, Николай Николаевич Табуроков видел
скажем, эту работу в виде диссертации. Но Сергей Александрович решил это, скажем, завершить монографией и пока еще не вышел к защите своей диссертации. И, конечно же, Николай Николаевич Табуроков, он исследовал творчество и в том числе хакасских поэтов, классиков и зачинателей хакасской литературы. И я бы хотела отметить, Николай Николаевич Табуроков, он очень активно делился своим опытом анализа творчества якутских поэтов. И как-то по электронной почте он мне прислал свои статьи, которые он опубликовал в различных газетах, журналах на русском языке. Ну, например, вот такая статья «Вечно юное сердце поэта», посвященная столетию Серафима Романовича Клачкова-Ильяя. Эта статья, она очень мне, скажем, очень нравится, я ее перечитываю. И я считаю, что вот, когда я перечитываю работу Николая Николаевича Табурокова, и я это воспринимаю как, что вот я снова и снова общаюсь с Николаем Николаевичем Табуроковым, и в этих статьях я увидела, насколько высоко ценит исследователь свой родной язык, национальных деятелей, поэтов, и в творчестве каждого из них он находит, открывает грани таланта поэта и всегда, скажем, найдет, чем удивить читателя, то есть раскрывает творчество поэта. И сегодня, вспоминая Николая Николаевича Табурокова, только самыми добрыми словами и скажем, оценивая его творчество, наверное, скажем, самыми, можно сказать, высокими словами, я бы хотела сказать, что сегодня мы отмечаем юбилей Николая Николаевича Табурокова, и мы помним о нем. И как он говорил о Ильяе, он говорил: 100 лет Ильяю, но его сердце не перестает биться в нашей поэзии. Я бы хотела сказать, что хотя и нет с нами сегодня Николая Николаевича Табурокова, но его сердце не перестает биться в наших, скажем, регионах Хакасии, Туве, Алтая и во многих других регионах. И, конечно же, снова будут исследователи, которые снова и снова будут обращаться к его трудам. И, конечно же, основу изучения хакасского стиха и, еще повторю, хакасского стихосложения заложил Николай Николаевич Табуроков. И в надежде, что это будет продолжаться, получить развитие это направление. И, как мы понимаем, все-таки один шаг, скажем, изучение в дальнейшем, более углубленном изучении тоже был сделан. И сегодня я надеюсь, что исследователи все-таки продолжат это очень важное направление филологической науки, и которое раскрывает и в целом систему языка, логику языка и много других. И, конечно же, Николай Николаевич Табуроков будет жить в наших сердцах, в нашей памяти, в наших работах, и мы будем все время работать с оглядкой на его работу. Спасибо. Спасибо, Ирина Семеновна, за ваше личное участие, и будем дальше сотрудничать с вашим институтом. А сейчас хочу предоставить слово аспирантке Николая Николаевича Донгак Уран Алдын Оловне, кандидату филологических наук, заведующей сектором литературы Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. Тема доклада: Николай Николаевич Табуроков и литература Тывы. Приветствую вас, дорогие якутские коллеги, ученые. Сегодня на конференции, посвященной моему учителю Николаю Николаевичу Табурокову, его 90-летию, содокладчиком моего доклада будет сегодня
Сальчак Василий Савырович. И тема моего доклада — Николай Николаевич Табуроков и литературоведение Тувы. Уважаемые ученые Якутии, мы благодарим вас, что вы организовали эту конференцию. Для нас действительно она очень важна. И мы, конечно, гордимся тем, что мы являемся учениками, как сегодня совершенно точно определили, самого известного литературоведа Сибири, родоначальника экспериментально-фонетических исследований тюрко-монгольского стиха. Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина Максимовна, сподвижники, ученики, последователи дела жизни большого ученого Николая Николаевича Табурокова, разрешите поздравить вас с началом работы этой конференции и пожелать успехов в вашей научной деятельности. Тува, тувинское литературоведение и научная деятельность профессора Северо-Восточного федерального университета, доктора филологических наук, многие годы избиравшимся председателем диссертационным советом по специальности литература народов Российской Федерации, теснейшим образом связаны между собой. Этот путь, объединивший наши братские литературы и их исследовательское поле, начался в далекие 80-е, когда Николай Николаевич впервые два раза посетил Туву. Со своим другом, тувинским ученым-литературоведом Должу Семеновичем Куларом, Николай Николаевич осуществил поездку на малую родину писателя, народного писателя Тувы Сергея Пюрбю. В своем новаторском проекте по изучению братских тюрко-монгольских литератур Сибири Николай Николаевич Табуроков открыл в своем научном интересе Сергея Пюрбю, его драматическую судьбу, его художественное наследие и далее в своих трудах книга «Современная поэзия народов Сибири» 1986 год и книга «Сибирью рожденная» 1992 год открыл для сибирского литературоведения и для российского литературоведения тему тувинской литературы, так же, как и всей советской многонациональной литературы, пережившей трагедию тоталитарного контроля над свободной мыслью художников слова, трагедию репрессированных писателей наших народов. Николай Николаевич Табуроков для Тувы открыл тему репрессированных писателей, то есть писателей, пострадавших за свое творчество, за свою независимость в суждениях и творчестве. Этот вопрос, вернее проблема замалчивания темы репрессий в наших литературах, писателей, подвергшихся в советский период осуждению и наказанию за отличие, хоть и небольшое отклонение от намеченного партийным директивом пути социалистического искусства. После публикации Николая Николаевича Табурокова о писателе Пюрбю к этой теме в своих публикациях подступает писатель Александр Даржай и молодой исследователь Василий Сальчак. Николай Николаевич уже второй раз приезжает в Туву, уже третий раз приезжает в Туву, уже с конкретным предложением от дирекции КНИЯЛИ нашего института, директор Юрий Уджапа-Чаранчин, введение научного руководства по написанию диссертационного исследования по теме «Тувинское стихосложение». В этот его приезд состоятся встречи с Союзом писателей Тувы, частные встречи с народными писателями Кудажи, Тановой, Даржаем и другими учеными-литературоведами Хадахане, Куларом и так далее. Даржай и Кудажи после в периодике посвящают ряд статей ранее неосвещаемым страницам биографии Пюрбю. Выпускник литературного института Виктор Мунгуш пишет о репрессированном поэте Мунгуше Идам Суrini, чье имя даже не упоминалось в публикациях по тувинской литературе. Даржай позднее пишет документальную повесть о Сергее Пюрбю, названную «Чальджада Хюдерда Эвес» — «Не слуга и не прислужник». Сальчак начинает монографическое исследование о жизни и творчестве Пюрбю, издает книги «Архив писателя Пюрбю по литературе и культуре Тувы», серию статей, посвященных этому писателю. Открытие темы репрессированных тувинских
писателей в информационно-исследовательском поле Тувы происходит, понятно, уже в контексте начавшегося у нас в республике горячего обсуждения вопроса культа личности. В частности, в Туве Сальчака Тока, более 40 лет руководившего республикой и одного из зачинателей тувинской литературы. Его известнейшего романа «Слово Арата» «Араттың сөзі». В этом историческом ракурсе литературоведами Тувы были осуществлены работы о новом прочтении творчества Тока. Том Сальчак Тока в серии «Жизнь замечательных людей Тувы», 2013 год. И исследовательские статьи о первом романе народного писателя Тувы Кенны Лобсана «Стремнина Великой реки». Относительно тома о Сальчаке Тока нужно отметить, что после критически настроенного бума против первой книги Тувы «Слово Арата», получившей в 1951 году Сталинскую премию первой степени, наступило напряженное затишье в научном сообществе Тувы. Многие ученые отказывались даже обращаться к теме личности и его деятельности на благо республики, точнее вклада в развитие тувинской литературы и искусства. Смелая и принципиальная позиция нашего учителя Николая Николаевича Топурокова стала для нас импульсом к началу работы над этой темой. Раздел «Литературное творчество» в книге Сальчак Тока. Авторы Самдан Донгак Кюжуге. Я думаю, что перечень исследовательских работ, получивших импульс от исследовательского взгляда профессора Топурокова, можно продолжить, но мы ограничимся лишь этими, обозначив лишь такой важный, вот этот важный момент. Как пишет Сальчак, репрессии, запрет, издержки и прямое давление испытали на себе следующие тувинские писатели. И заметьте, это было действительно до публикации Николая Николаевича Топурокова действительно полностью об этом замалчивалось в тувинской литературе, печати, в тувинском литературоведении. Сергей Пюрбю был осужден и провел молодые годы в лагерях 48-56 годы. Также один из основоположников тувинской литературы Степан Саргол в эти годы был снят с руководящей должности председателя профсоюзов ТНР Тувинской Народной Республики и находился под наблюдением соответствующих органов. Монгуш Идам Сюрин был осужден по сфабрикованному делу в 1948 году, и многие годы его имя не упоминалось в публикациях по тувинской литературе. Издания Пюрбю и Идам Сюрина были запрещены для чтения, изымались из библиотек. Также один из зачинателей тувинской литературы, участник первой учредительной конференции тувинских писателей, создавший Союз писателей Тувы в 1942 году, Феликс Седленмей был выслан из города Кызыла и многие годы не мог печатать свои произведения. Был запрещен публикация романа Кенны Лобсана «Сараланың салымы. Судьба желтопегого иноходца». Позже разрешено его издание под другим названием «Стремнина Великой реки». Это 1965 год, Улухемның шапканы. В 70-х годах критика первоначально ополчилась против прозы Салима Сюринола о негативных сторонах советской тувинской действительности. Продолжение этой тематики в тувинском литературоведении ведется в наших исследованиях об эстетике социалистического искусства. Здесь мы принципиально придерживаемся позиции изучения всех сторон эволюции поэтики тувинской литературы, объективного взгляда на достижения родной литературы в эти годы, как работал Николай Николаевич Топуроков, не впадая в крайности, изучая все стороны внелитературного и собственно литературного контекста народов Сибири. Сегодня мы призываем свидетелей, современников той эпохи, уже ставшей для нас историей, их воспоминания, например, о том, как втайне от всех читали поэтический сборник Пюрбю «Төрен черен. Родная моя сторона». Сегодня мы разрабатываем проблему институциональной литературы, проблему внутреннего редактора, внутреннего цензора в истории тувинской литературы.
Второй значительный пласт наследия Николая Николаевича Толбурокова – это, безусловно, сравнительное стиховедение, введение ученым в орбиту своего исследования вопроса изучения тувинского стихосложения. Дело в том, что многие годы этой проблематика в изучении теории и поэтики тувинской поэзии была отодвинута на задний план в силу выявившейся после первых исследовательских работ по тувинскому стихосложению Пюрбю, Ховенмея, Толкуйола, выявившейся терминологической и методологической путаницы. Тогда, в 80-е годы, состоялся один из приездов Николая Николаевича Толбурокова. В контексте исследований о тюркском стихе и аналитических статей некоторых поэтов Пюрбю, Сюринол, Кюнзегеш было однозначно принято определение силлабического принципа тувинского стихосложения. Но изучение стиха с позиции темпоральной теории и теории смены систем стихосложения и другое, эта важнейшая проблема поэтики тувинского литературоведения не была освещена. Николай Николаевич Толбуроков в своем научном проекте по сравнительному стиховедению с позиции экспериментального исследования, то есть опирающегося на эмпирический материал и потому нацеленный получить объективную картину описания системы тувинского стиха, а также алтайского, хакасского и якутского стихосложения. Николай Николаевич начинает изучение тувинского стиха. Николай Николаевич Николай Николаевич Толбуроков сакали керекеретін сенсиясы бөйтінен он кемне керектаммыт икки тематын сүріннің осырдатылы. Бастығыта сакали керекеретін түріктерін ванна нұмаға сырдатылы. Кулаковская сиям оқыруа. Икке сакали керекеретін қоғамның әмілі сырдаты оқыруа. Мен мәктен Николай Николаевич Толбуроков Кулаковская туғынан сүріннің туғынан сырдатылы. Кулаковская улован айырлета сүрбәші бастаты шептеттін сағала советская идеология культураның онына нәйлестігін саналағына ұқсысылы социальный әрімаларыдар сыянылар, ұмықтарды сыянна, литератураға сыянна, ұс комитетикатыға сыянна, ұспория личный сұрылын сыяналағына ұнтантатын вопростары көрілі түмінлен теметі болан. Үйен арын ұштата өз өйдөқтір, бөліқтір, әтейін өкпермен олап түттірікелер ярқы болуы бұта. Өмістер әтияқтарының тәркіяқтар суақ болан, бұлулар болан, сұрақтар әтияқтарын күәлілен әтінмел екен, сұрақтар иделейі көрдігілін қоты екен тиінен. Мұның өмістер бұқыл кәмкәдділері мүкілер бе, ең саналығын әтияқтары біті болуы дағаны білген суақтар. Оттан Николай Николаевич итуын өкпелді тияқтүйінеға маңнай республика бақия салалтатын өтікөктелер олар бұд, тәлен тыл етіп бұрын көрен үстүйді нұрбиясыр еттен оларан, оны тұстасын севлетін бейітін әқтікті әстақи болан, ез жеңіт лапқа дерегінен билер бұтуға болар. Мен бұл үйлетін бәле өріттерін сорбатан әрері тоғаспақ деген едім. Бастатын туран Николай Николаевич Алексей Ильич Курковскийге сыйын историятын сыйгеритер. Иттигинен урут боғып туғынан жарықтан бүжан көрілдерген тұс сыйынын білдірер. Күшігінен урут бәйетін аппаненлерге мұңытуыры бастығылар сыйын көттілігі төттігінен үлі қастатағындар. Бейік күрді Кулаковскай күсулығын шақшылара көрілдер сыйыны Tekkiz kurdu Kulukovskaya ayarladı sığınalanlar, 3 kurdu uçanaklar Süryaşı'dan Kulukovskaya olan niyetin bölümlerin sığınalanlar, 400 kurdu Nikolay Nikolaevich İpini Barat'ın sığınalanlar göster. Ve sığınan Uşutoğlu kem ideyeliğe değil de bile büyümaydı Kulukovskaya İniyetin sığınalanlar oralı olsa puan olan verilirler. Николай Николаевич Толбуроков шахсының филлерите, солыныры болбатақ, бүкәләйнен кәм бейбіт көмілі болыр. Мұнан кәлені сенсияшылер Кулаковская сыйыныры
костюме сошелка дяхтаран, деринет яхтара диен эреневит. Устурияга улапка сабыдылар бу личностьтер ролларын баарарга туттуларын сидиледия ирдегилер кедилер ол кем жаны болуларын саптыакты табатык тутуу буаларды. Аспы себеске кем чинчи яшелерин сүрүн итаа сайби кескилин көрөн личностьтерге сыян жерге тутулары. Ол болар. Ondan sorgu yetki sorgu tüzeren kolunların taharları Nikolay Nikolaevich onu rastlayıcı duygulara kıştır. Altından Nikolay Nikolaevich Tavroka biletin sürün suatlığa oraya takıloksaydı onunla Yine seneler sarıgaz Koreyalı hırıyı Melediyeyken tuttarga duyguğuta bolar. Önüme lişine solukla kuyuta saydıkın onunla ulayıkın tabi halini değil Onlara bir bollağına Kulkovskay köyüklere bolbakka Siyanahətlər köyüklere mesanalını yaxtayarı. Nikolay Nikolaevich sürüm olmamda ton manar yerde bulgut. Sertliğinden Nikolay Nikolaevich Tavroka Kulkovskay sakan urotunu olan mesletin orulun, ol temne kaydağın, onunla kelin kaydaq suvaktalanan ispiden ona tuvak orullar bolağın toğular götürüler. Bülene sürülgut. Ondan büleni şu olan Kulkovskay sanalağın bolbakka Sakabiller kaçtırcının ulaqta dünyelerin yönetetke koluğu dolar örüktedde diyen etiye kanadı. Ana ayak tığı ülenin oğan tuğunan terto asbaq. Üle bastıkı bayarık şümüle olarak şey olağının ayar ületin tuğla mekbüyen ustoriyetin yes ürüme kararı seyirir. Bastıkı ürüme Gece toğuz üstünpe hübbe asıllar. Ulağın ayar ületin tığınar öldüğü sığınılağın Öbürün kendisi kaliteli tiletiyler olduğu üniversitetin Sırtka Bihari'ye tünükten dinleter. Manna Nikolay Nikolaevich Eskırgı Giyin Komitetin hükme asıllığa sakasıyına ait Partiye Kriketin toğundan nömü tümüle uğra taksızlıkın müterbite hoşça haydar öldürmek yanıydı. İktisken, Kıyıcı Doğusu Sübü Doğus 37 asıllı. Kulubozkayı burada Buştuydu ama usul diye Buradan varılığından yetiretiyle anı kafirler kıskılarken bilinin kemediyen biharer. Üyüşken, Üyüşü Doğusu tutağız bir döntüye sırlı. Oyunskayın oru düştüğün büyük nasiyanaların Kulkovskay onunla yatın bastıkı Suryaşılar emnilerin uvatın naftal bobu yenileri Sergevittir buradan kayı yürükeme ve bittirin eder. Nikolay Nikolaevich Bilgi Pırgış başarı sıkıntı olasılık konular Kulkovskay sırdatakçı büyükten senalı sürün Turarsa suruğuna utul suruğu iklim ile bilin suğara uğrakta taksızda bütün yakat gider. Terdüşten Kıyışı Toğuz Üstü döntüler Kıyışı Toğuz Üstü giyen altta. Nikolay Nikolaevich Kulkovskay senalağına Tri Yakuski idealist presidentine diyen başarın kendilerin Eskifo Slav Komiteten Tetsel Akademiyetinin uğrağı taskolun tutulan istemoqtaq. Ondan Kıyışı Toğuzbayan 2 sılda diğeri Kulkovskay'ı tuttuk senalıyır, onunla inayarın ületen de şahittir kıyap mesleğavete. Öleraren mefkörüstü güçlük yöcüyen Eskifo sakasırına alıp konun hürriyete diyen 2 sılda olduğunu altta günüge Буржуазное стилистическое извращение в освещении истории якутской литературы Гезура Таарар. Сурьяшылары интеллигенцияны бүлдән өсті сәтері Кавыроқа бұтымия білімәйме ойысқайға сыяннан идемпия атын чөргер перединет мүктәбіт. Бәйіш түйімақ Күйші даусы бен сәкті сыптан бәттәп дейін бәйәрбіт ол Алексей Ильич Kulkovskay еле қоған кенiyat тақсытынан тан сағаламыты дейін олар. Ondan Nikolay Nikolaevich Kulkovskaya siyanıları yıkıl manlığa yolu iki bastığı keme diye büyük balasılga diye ikiz keme otu sertahılga diye üç keme döntüye sılga diye döndüz keme biyan altahılga diye ve hiç duyma biyan sertahılga bektaktı. Başları kurduk Alexey Ильич Kulkovskaya varına kinayat sinçiyeliyeti yaslayan Sırdık karanını kırcık sınıyanı gıpta oğlu tüntülükete bulgutu baştı. Nikolay Nikolaevich ol taksini barıktan arıyan kırdırı soru oturulma
Utasıyla elektriğine bir hayal ediyorlar. Orayı Kolokovskaya sığıyan gerçeklerin iti kuddur arabı bu unsur. Günleri diye sanıyorlar, Alexey'le Kolokovskaya sığıyanı manna gerçekler kararı kasar kuddur. Hübbetli sıllarken inteligensiya sımına sığıyan kemer, Hübbetli ben 3 yıl diyen Glas'ta atanlayı aksi kıyırarak Hübbetli diyen 1 sıllarken Seletemine amuktasyon oğlumlara diyen Diyen 2 diyen 6 ofisli oğlular Kaydıyı hüyler diyen Diyen 7-6-12 yıl Ul soduluktan başkalanır sımnatı ilkimdahan kemer diyen 16-13-16 yıllar rukutasıyla Umurlar bir bekler diye. Manna Tüjit olsun işte olan sette yıldan demokratiye, komüniteme diye manna sıkıntı Tüjit olsun 12 yıllar okkonun uğrağa götürüldüğü kaçtı. Manna tüyümü mahtarı tutusta kailesi eşeşki buluşta tuğla barbet nokta sürünleme var tilere arılığın sapurduk Nikolay Nikolaş Tovayra 12 yıllar uğrağa götürüldüğün bardılar kurduk. Mesuduk kusana var Nikolay Nikolaş Mustafiye diye Yedip turmuş başayan alkasların arıya Tosfal üçte kurduk bagat Ol Kolokovskaya senilağın kinilelerin Ultumun batayan sendetini ilgilikten Vanna tuttuğuk dağıttan taksırı bulvadık Ciner bildi turmuş başayan olağın Ustata Kolokovskaya ütüye öttün tükümüşkeha Sırılan umurtabıt alkasların kavışkağa Türetin cenkem kırağına kırdakka öpşe Oşutağı Başkalarında internetin yeter ki soğuktan tutulduğum bu vaktine söylediği ediyor kadar. Komünyoğlu'nun temasından kendine kırdakka suturgulandığı nerede sollarda geleceği ırağın oksuğan, iyisiye soğukta iyisen, östüğü soğukta östüğün bir davet etti. Bir davet. Kırcık Nöbet Üniversiteliler Kırcık Dövü'de daybakken etiğine ettikler. Olakka bilgi profesyonel prodüksiyon bağlı olan kırcık yüreğe. Ücretli saha Kolokovskaya olan sinirlerine senin köstürü çaksılıkla olan İdiyeliğe başlıkta soğukla bütün tuğuna tuğan sihirlerin yanına manna sünnünen Kolokovskaya olan üstüme kararı Nikolay Nikolayev. Bastaka dünya muhakkaklığı diye manna cügörü ve sarıksıya biletinen Yine yaratılılık, şakkaratılılık diyen bana rıkkat, ihtiya değişit olsun ve hatta halktan hübbü halka gelip mannaca uçtuluk Rospar'ın Nikolay Nikolayev basırıkta yasanağınızı sırdatılılık olan yadbak tokuluklar ilginç çok eden yaktarın adalar diyen ikinne bak kontatını uğrar manna iklik kem kaçta muhakkak 19 yıllar diyen manna Kolokovskaya masriflere söylüler ve daha diye kananede. Üç düğme var, kıyışet olsun süper hübbetler diye. Manna Kolokovskaya kıyışet olsun süper hübbetler daha olarak. Manna Yunus'ta ama satta o evlerinden Kolokovskaya ile abide kaçtı. Manna üç düğme var, Seyçan olarak üretediğini Allah'ta seyirli siddete Nikolay Nikolayev önüne %3 dalgaları olan piyaksızlara diye. Bu balıkça seyirliye kılılıklar. Yüle hüsba, öksüküle olursa yarıletin yine olan anal sorup tasdik o yumurmanına ayan hümatin masterıstıvatın bihara toskullahtık sihilayan anamı şuğlan Kolokovskaya sıkalet retiletin Türk'tası yolların arayan köprüre sorup tasdik oldu. Nikolay Şuruklu bölgeleri tanıklasından Üler Müslümanistleri inisiyatif var. Uçakla sesli literatüre dönüştüğü gösterin yerininler Kolokovskaya sapırığına akademik sağlayıcı oğulları ümitleri diyen etiği ondan tanıklasına Alexey Kolokovskaya sakal literatürün törüklerçi diyen yetiştüğü sırayla var oğulları diyen dünya kıskanlar gelir. Nikolay Nikolayev Sakar yedire devletin sağlayışından Kubarasta'yı attı. Menekan Nikolay Nikolayev Tozroka bitti vakfılı olan epiklerin sılıktan Kolokovskaya Sakar'ı
Eğerliğin Moskva literatürü tövtesi diye şarbatan anan belediye pustahkız. Muça literatura diye Pushkinemiye, muça eğerliğin Moskva literatürü tövtesi diye şaşılan beharlar. Nikolay Nikolaevich Volokov, komanda Alexey Usulan Suriyelerin namağın altta bölük kararını seyirliyor. Okullarda olan sorumluluk ayımlar diye, müçelelere diyeten okullar sardığında sorumluluk ayımlar diye, sakacakların cılgatın tuğunan kağanlar diye, grupta olan sulalar öpteret giyitkeli ayım diye, İhaymak cılgatın tuğunan bölüyor ki, İsfahanlar ayımlar diye onunla, sanoya saklar keskilde öpteren tuğuyor ayım diye. Bu ayımları Nikolay Nikolaevich seyirliyor karvanla, bu Alexey Kulkovskay, Kıznak realist Suriyaçı bittiğim tünükleri. Oyun türün 5 hafta aynası yanına akmak verden Nikolay Nikolaevich Volokov Suriyaçı ve Mordmustan'ın beyte karan türür bu Suriyaçıların yaktak diye etiğini gıtta söylüyor. Olay akçı brava bola. Muttan da yemek sürünü diyelim tuğunun naras kapsını hıttara müküstün müküddiriyer siyandan tuğrakanmanlık sınavı tutuyor. Oyun ön televizyon oksulardan ırklar saygıgıtından, bilginden, körüyünden, tuturabından o muhtatlıyım tenne yarım diye. O kendikten haddep olar bütün tülkakan bilge bollağa diye yeter. Bu bağlar şimdi ikisine manlı kanağını ederek. Rüyasın dili gençler sorularıyla diyeremeye sakamılın muhçamı kulturatan bir ağası kespit saygıgıtıyar yerinen onalının oluğun onusturarının öte diye siyetler tünüğü umurar. Onun tünüktüler Nikolay Nikolaevich Volokov bu Kulkovskay'dan anlık statiyata tuhanna ve programın gerekinden can kahandım nuvat toravat usulü uğrası cer tuhanna bildiren bol büttiyen seneler tuskaklı. Lenin Nikolay Nikolaevich amanı hediye kitap saymasın tutar. İstiyuket iyi maktab. Николай Николаевич Табуроков – выдающийся исследователь поэзии тюркских народов Сибири, авторитетный и многогранный ученый, признанный в союзных республиках и научных кругах России, крупный литературовед, внесший вклад во все области якутской науки о литературе. Табуроков, целенаправленно занимаясь вопросами подготовки научных кадров, открыл при Якутском государственном университете диссертационный совет по защите кандидатских, затем докторских диссертаций по специальности литература народов Российской Федерации, якутская литература, на котором защитились более 30 соискателей. Особой заслугой профессора является создание научной школы якутских литературоведов. По определению исследователей Шапки Боброва, научная школа представляет собой форму совместной научной деятельности коллектива исследователей, объединенных общей программой исследований под руководством признанного лидера, задачами которые выступают воспроизводство знаний и научных кадров. Николай Табуроков, как лидер научной школы, обладая всеми качествами, необходимыми коллектива, широким кругом интересов, глубокой эрудицией, высокой коммуникабельностью, особыми организаторскими способностями подготовил 9 кандидатов наук, 2 докторов наук. Каковы же основные признаки, отличительные черты научной школы Табурокова? Прежде всего, они обусловлены самобытной крупной личности ее научного руководителя. Николай Николаевич – научный руководитель с академическим знанием, обширными теоретическими познаниями в области не только литературоведения, но и языка, фольклора, истории, ученый со своей концепцией и методологией. Николаю Николаевичу Табурокову были присущи свойственные для известных русских ученых идейность, патриотическое устремление и порожденное ими общественного долга, подвижническое отношение к своей научной деятельности. Николай Табуроков, как авторитетный ученый, известный в научных кругах России и национальных республик, организовал сообщество исследователей национальных литератур, дружил и поддерживал связь с известными учеными Найтаковым, Ахметовым, Сатоевым, Куларом, Баимовым, Аранчиным, Надиярным, Пашатаевой, Родионовым, Кошелевой, Киндиковой, Майнагашевым и Дангаевым.
Аргат и многими другими. Своих учеников познакомил с учеными других республик, и его большим желанием было то, чтобы они продолжили его деятельность, совместное сотрудничество и сохранили созданное им пространство научного мира Якутии и Сибири. Второе. При характеристике научной школы преемственность часто трактуется как продолжение учениками тематики исследований учителя. При этом важнейшее значение для формирования научной школы имеет научная идея, выдвинутая лидером и получающая свое развитие в научных трудах его последователей. Основная научная идея школы Табурокова – это создание якутского литературоведения, отвечающего современным требованиям современной науки. Идея учителя нашла свое отражение в работах его учеников, отличающихся многогранностью исследований. Многие ученики Табурокова, заложившие традиции методологии исследований тюркского стиха, защитились по поэзии и стиховедению. Мария Николаевна Дичковская исследовала аллитерацию рифм якутской поэзии, Прасковья Сивцева типологию жанров якутской поэзии, Лидия Романова якутской поэзии творчества Кулаковского, Валентина Семенова поэзия Нападиса Сафронова, Елена Архипова поэзию Ивана Арбиты, Матрена Попова тенденции развития современной якутской поэзии, Антонина Винокурова поэтику Василия Лебедева, Надежда Гаврилева проблемы эквивалентного поэта поэмы Кулаковского «Сновидение шамана». Николай Николаевич также консультировал стиховедов Сибири и Дальнего Востока. Так, одна из лучших его учениц Уран Дангак защитилась по тувинскому стихосложению. Николай Николаевич Табуроков одним из первых в республике начал монографическое исследование художественного наследия отдельных писателей, и традициям, заложенным учителем данной области, последовали его ученики, изучившие творчество классиков Кулаковского, Сафронова, Аюнского, Эрелика Эристина и других. По проблемам якутской прозы, которая всегда находилась в поле зрения научных интересов профессора, диссертации защитили ведущие литературоведы республики, ставшие авторами многих исследовательских работ. Это Егор Васильевич Федоров и Варвара Окорокова. Исследование литератур Севера, народов Севера, которые начал Николай Табуроков, продолжили его ученики Варвара Окорокова и Антонина Винокурова. Третье. Одним из основных признаков научной школы является минимальный цикл, позволяющий фиксировать существование школы. А у школы Табурокова налицо все три поколения исследователей: основатель, ученик и ученики преемников. Так, одной из первых учениц Табурокова, Прасковьей Сивцевой Максимовой, создана своя научная школа, ею подготовлено 10 кандидатов наук. Под руководством Варвары Окороковой защитили кандидатскую диссертацию 2 соискателя, и она подготовила еще доктора наук. Валентина Семенова подготовила 1 кандидата наук и является научным руководителем 2 аспирантов. Также у Николая Николаевича есть множество научных последователей, а во многом мировоззренческих единомышленников. Так все стиховеды Сибири считают его неофициальным учителем, следуя его принципам и методам исследования стиха. Вот сегодня верно сказал Андрей Васильевич, что Николай Николаевич был большим интернационалистом, да? И нету, наверное, и вряд ли будет другого исследователя, который мог бы оставить свой след в литературоведении братских республик, который исследовал бы литературу других народов. 4-я сила научной школы заключается в том, что они имеют ярко выраженный практический акцент. Научная школа выполняет все функции научной деятельности: производство знаний, исследования, их распространение, коммуникацию. Еще в Вернадском было отмечено, что развитие научной мысли находится в теснейшей неразрывной связи с народным бытом и общественными установлениями. Ее развитие идет в сложной гуще исторической жизни. Николай Табуроков всегда придавал огромное значение развитию литературной критики, как движущей силы современной якутской литературы. Ученики Табурокова, как и он, являются литературными критиками, членами Союза писателей. Издание Табурокова «История якутской литературы» и
изучения жизни и творчества Алексея Кулаковского высшей школы являются самыми первыми учебными пособиями в высшей школе. И они были самыми также востребованными учебными пособиями по якутской литературе для наших студентов. Потом его ученики, это мы, да, много нас, сами мы стали авторами учебных пособий и учебников для студентов университета. В соавторстве с учениками Сивцевой, Окороковой, Дичковской, Романовой и другими учеными была изданы коллективные монографии «Литература Якутии XX века», а также «Литература Якутии на современном этапе». В соавторстве с Еленой Афанасьевной Архиповой были проведены научно-исследовательская работа по проекту КГСН «Аланко», подготовлены 2 учебных пособия и монография. В соавторстве с Парасковой и Сивцевой были подготовлены и изданы учебники по якутской литературе для якутских школ республики. При нашем институте создана научная лаборатория Матреной Поповой «Художественное наследие, сравнительное изучение литературы народов Северо-Востока Сибири РФ», имеющая целью продолжить научные традиции, заложенные Табуроковым. Организаторские способности учителя также продолжаются и в работе его преемников. Ими проводятся научные конференции различного уровня, литературные вечера, презентации. 5. Николай Николаевич Табуроков был лидером во всех отношениях, в том числе и как человек, великий гуманист, демонстрирующий высокие нравственные качества ученого и личности. Он поэтически заботился о каждом своем ученике, относился к ним бережно, с огромной любовью и вниманием. Приведу лишь 2 примера. Первый ученик Николая Табурокова, Егор Васильевич Федоров, защитил под его руководством кандидатскую диссертацию, стал известным исследователем. Он исследователь творчества Афанасия Федорова, Николая Заболоцкого, а также проблемы прозы, якутской прозы. После его преждевременного ухода из жизни, его исследования «Концепция личности в прозе тюркоязычных литератур Сибири» завершил и издал сам Николай Табуроков. Редчайший пример, когда учитель завершает работу своего ученика. А для того, чтобы его ученицы Прасковья Сивцева и Варвара Окорокова защитили в 80-х годах кандидатские диссертации, а затем 90 докторские диссертации, Николай Николаевич в поисках диссертационного совета, который смог бы принять их работы согласно требованиям ВАР, объездил национальные республики – Бурятию, Башкирию, Казахстан и договорился о процессуальных вопросах, которые завершились защитой диссертации. Таким образом, отличительной чертой научной школы Николая Табурокова является трансляция системы знаний, сочетание с совместным поиском новых методов решения научных проблем национального литературоведения. Также отметим, что важным показателем данной научной школы стали многогранность, всеохватность исследований научного коллектива. Сегодня многие его ученики продолжают научные традиции, идеи и ценности своего учителя, ведут исследования в области стиховедения, истории якутской литературы, поэзии, прозы, литературы народов Севера и Сибири. Спасибо за внимание. Заведующий кафедрой Северной филологии института, тема выступления Николай Николаевич Табуроков как исследователь студентской литературы. Для меня в качестве ученика Николая Николаевича Табурокова, для меня это очень почетно и быть рядом с его учениками и как бы в один ряд творить и участвовать во всех мероприятиях. Уважаемая Валентина Максимовна, разрешите выразить свою признательность вам как своему преподавателю по языкознанию. Конечно же, это были прекрасные моменты нашей жизни студенческой, и мы, конечно же, с большим уважением вспоминаем ваши занятия в стенах нашего Якутского государственного университета. И в прошлом году Василий Афанасьевич Рубик, коллеги Николая Николаевича Табурокова, исполнилось бы тоже 85 лет, и в этом году мы издали книгу
воспоминания Василия Афанасьевича Рубики, называется «Культ национальной памяти сестриц». И разрешите мне преподнести эту книгу в качестве подарка. Жизнь человека есть учителя, наставники, не только школьные, но и, конечно, в студенчестве. Есть учителя, которые встречаются на самом важном жизненном пути. Вот таким человеком и оказался для меня Николай Николаевич Табуроков. Хотя он не преподавал у нас, но разрешили стать научным руководителем дипломной работы, тогда конкретно по литературоведению. И вторым консультантом тогда у меня был Василий Афанасьевич Рубик. И вот эта вот дипломная работа, которая была посвящена творчеству эвенского поэта Василия Дмитриевича Ребикина, впоследствии она стала кандидатской диссертацией. Николай Николаевич для нас, студентов, оказался совершенно недосягаемой личностью. Но на самом деле в беседе он был мягок и деликатен, одновременно требовательный и заставляющий вдумываться в исследуемый материал. Он очень гордился своими учениками и рекомендовал научные труды Валентины Григорьевны Семеновой, Елены Афанасьевны Архиповой, когда я начала писать свою диссертацию. Ну и, конечно, к числу многочисленных работ Николая Николаевича относится книга, первый экскурс, да, можно сказать, научный. Он назывался «Андрей Кривошапкин. Учит жизни и творчества». Особенно увлеченно изучил творчество крупного художника эвенского слова Андрея Кривошапкина. Жизненный и творческий путь писателя предстает в обстоятельном освещении проблематики системы элементов национального видения, как художественное воплощение традиционных значений этого слова мироотношения. В главе «Поиски тропы выживания», исследуя тематику северных писателей, акцентирует внимание на тему формирования ребенка севера. Он отмечает суровые и бесстрастные строки Тейка Блока и католического писателя, повести жизни Дёркина-старшего, наделенного от природы даром поэзии Николая Тарабукина, эвенского поэта-прозаика, который очень рано стал замечать красоту жизни, как начал ходить по любимой природе. И посвятивший своему детству целую повесть. Как эвенский писатель Андрей Кривошапкин в своих произведениях показал приобщение детей к секретам охоты и оленеводства, умение жить в экстремальных условиях. Далее развивает мысль воспитания детей в духе любви к родной исконной земле. Здесь автор подчеркивает, как неотъемлемые элементы жизни на севере ненавязчиво клинивают эпизоды о трудностях ходьбы оленей ночью, как тяжело заготавливать топливо, как вкусны лепешки после трудового дня. Следующая тематика, которую выделяет Николай Табуроков, это проблема преемственности, о важности в судьбе эвенского народа, о размышлении писателя о будущих поколениях эвенов, исследуя роман Андрея Кривошапкина «Золотой олень». Рассуждая о тропу выживания, Николай Табуроков не обошел вниманием одну из главных тем литературы народов Севера – сохранение оленеводства. Он говорит, что олень стал символом духовной категории, силы национального самосознания, выявляя строки у эвенских лириков Платона Ломуцкого в том, что я выбрал оленя, полюбил езду на оленя. Искристо взлетающего снегиря я люблю по-детски, люблю. Или у Лебедева Василия: мы с оленем моим будем долго еще сквозь века стремиться. Или благословение Василия Гелетинова Баргачана: диво дивное северной земли, олененок милый, не убегай от меня. И в поэзии Андрея Кривошапкина искренние переживания за судьбу оленя. А он служил ему как надо, возил, кормил, спасал пургу, а вот теперь за все награда кровавый росчерк на снегу. Литературоведческий взгляд Николая Николаевича Табурокова всецело гармоничен с философскими высказываниями о ценностях коренных народов.
Ульяна Алексеевна Винокурова, излагая теорию арктической циркумполярной цивилизации, рассматривает ценности, регулирующие взаимоотношения человека с социумом и взаимоотношения социальных сообществ, где выделяет 3 важных приоритета: власть над судьбой, достигнутая арктическим человеком, культурная целостность как принадлежность жизнеспособности местной культуре, ценность природы, тесное взаимодействие с окружающей средой. Назвав главу «Эвенское видение мира», где автор подчеркивает, что одним из главных своих отличий как Эвена писатель считает родной язык. В этом глубокий смысл, хотя звучит как повторение общепринятой истины без языка интонации. Далее, описывая концепцию японского экспериментатора о связи владения родной речью и восприятия окружающего мира, он пишет: «Я не психолог, тем более не экспериментатор-физиолог. Однако в утверждениях Эвена, писателя и японского профессора, нахожу общее. Овладение родным языком в детстве определяет национальное своеобразие видения мира». В данном случае эвенского. Здесь автор исчерпывающе прослеживает творчество эвенских поэтов в систему образов, выражений, сравнений, приемов очеловечивания изображения, подсказанные жизненным опытом и средой обитания в контексте творчества Андрея Васильевича Кривошапкина. Важно отметить, что эта книга вобрала в себе наблюдения автора и сделала экскурс произведений не только Андрея Васильевича Кривошапкина, но и предшествующих писателей Эвенов Николая Тарабукина и Василия Лебедева. В настоящее время один из лучших учебных пособий по литературе народов Севера, адресованный учителям, студентам, магистрантам, молодым ученым. Слова, написанные в этой книге, что полную, самую достоверную картину его творчества может представить, повторяюсь еще раз, лишь эвеноязычный исследователь. До сих пор является актуальным. Николаю Николаевичу отведена особая роль в исследовании эвенского стиха. Благодаря его научному руководству была рассмотрена поэтика Василия Лебедева, и 3 глава была посвящена ритмическому своеобразию, метрико-ритмической характеристике поэзии Василия Дмитриевича Лебедева. И, конечно же, разрешите немножко остановиться на этой теме. Василий Афанасьевич Робик, консультируя диссертационную работу, отметил, что Николай Доброков посвятил памятник сибирской и северной поэзии. А оппонент диссертационной работы Ефим Соломонович Роговец выделил эту главу как наиболее удачным открытием в изучении метрики эвенской поэзии. Если более подробно, то эвенской поэзии свойственно общепринятая поэзия других народов членения на соразмерные по длительности отрезки речи при помощи пауз, величина которых зависит от синтаксического строения строфы и индивидуальных особенностей трактовки поэтического произведения. Прежде всего, остановимся на количестве слогов в словах основного лексического фонда Василия Дмитриевича Лебедева. В целом, в первом сборнике мы рассматривали, конечно, все 4 сборника, но я сейчас остановлюсь конкретно на одном сборнике. Да? В целом, в первом сборнике Умчани преобладают 3-4 сложные слова. Приводя эти данные, мы отнюдь не игнорируем смысловую сторону поэтической речи, а выделяем языковую основу ее ритма. Как показал анализ, у Лебедева в стихах в основном преобладают 6, 7, 8-сложные ритмические структуры и их сочетания. Но поскольку шестисложные могут состоять из разных вариантов, и также семисложные и 8-сложные строки, равносложные строки могут иметь значительное количество ритмических вариантов. У Василия Дмитриевича Лебедева, как мы выяснили, отмечается преобладание 6, 7, 8 сложных структур стиха. Но в некоторых произведениях встречаются 9, 10, 11, 12, 15 сложных стихов. Это, конечно же, влияние устного народного творчества и фольклора эвенов, прежде всего.
Мы придерживаемся понятия ритмической структуры как единицы, которая состоит из вариантов сочетаний разносложных слогов группы, а не является группой одного ударного и нескольких безударных слогов, как в русском стихосложении. Что касается лирики венского поэта Василия Лебедева, то здесь можно найти сочетание слов как с четким количеством слогов, так и с нечетким количеством слогов. И в сборнике Умчини в основном выделяются трехсложные слова, их более 1000 слов. И при выборке стихов мы взяли около более 2400 слов. И таким образом мы видим, что у Лебедева в основном в ритмических структурах преобладают 3-4 сложные слова. Если сопоставить данные сборников, например, Умчини и Меркелан, то можно, конечно, отметить, что нет разницы доли односложных сочетаний, да, и в сборнике Умчини самое большое количество составляет восьмисложная строка, это 31%, семисложная строка и девятисложная строка. Если говорить о строфике, то лебедевский стих силлабический, то слоговая система ритмики интонационных периодов в строфической структуре определена языковыми особенностями и фольклорными традициями. Наиболее характерным для поэзии Лебедева является чередование строф. Они составляют 35%. В строфическом репертуаре лирики Лебедева значительное место принадлежит астрофической форме, и она составляет более 27%. Строфа имеет разнообразные виды. Основные строфические формы двустишие, трехстишие, четверостишие, пятистишие, шестистишие, семистишие и, конечно же, астрофические формы. Таким образом, строфическая форма лебедевских произведений многообразна, и в строфике поэта преобладает чередование различных моделей строф, но часто встречаются астрофические. Николай Николаевич Табуроков стал путеводной звездой в литературоведческой науке по исследованию литературы народов Севера с такими видными отечественными литературоведами, как Михаил Воскобойников, Ефим Соломонович Роговец и Герман Николаевич Ионов. Спасибо за внимание. Сейчас предоставить слово Людмиле Павловне Григорьевой, кандидат теологических наук, доцент кафедры русской литературы нашего института. Тема Николай Николаевич Табуроков. Добрый день, уважаемые участники конференции. Добрый день, уважаемая Валентина Максимовна. Тема моего доклада посвящена критическим работам Николая Николаевича. Я рассматриваю критические работы Николая Николаевича по 3 направлениям. Условно сама выделила. Это первая работа, посвященная, где отражается взгляд Николая Николаевича, привычку, может, можно сказать, метод, способ передачи новых знаний своим молодым коллегам. Это он, когда печатал свои статьи, он каждому своему коллеге, да, вот такие сделал копии и разложил нам свои папочки. Наверное, Валентина Максимовна это помнит, она не раз приносила, да, такие вырезки, да, и я очень благодарна Николаю Николаевичу, потому что вот эти все материалы мне помогают в преподавании дисциплины истории якутской литературной критики. Я доклад подготовила на якутском языке, поэтому, чтобы не тратить время, разрешите зачитать на якутском языке. Эпитем курдук Николай Николаевич критик быхытна төгүнчө тогосуз алтон сыллардан критикага билген барбыта критик быхытна оны точоны быхытын эме сыллардан бетин үлелерин дашатыктыка. Аны эпитем курдук бу үз кайысканнан мен бутурдастык игидиннеге мурадынабын. Николай Николаевич критикага үлелерин чинчии сугун тенеден этиякпетинсек. Онан бұл усуловный бит мен бастатан туран Николай Николаевич критика сайтыдыгар
сайдыгар киллердик кылатын ихтеннеген курдук бастакы түзүмөгө бастакы кайыстаны ихтеннеген ол курдук 6 сылдаттан сагалар Николай Николаевич бул критике кайдак болуктарын кайдак сайдыктарын тугунан эркин саналган султан келем бардык 1906 жылларга заметки о якутской литературной критике деген статьяны печаттетти. Ол статьятыгар саха литературный критикаген сайдыта төһөдө түзүмдөрүн тахсырларын сүнүнө сөктө кыйсканан сайдан келдерди. Бүгүн тәхәллү критический үлелек теоретический испаганын анаган, хуриячылар уздан мастерство болан вопростарын сыплатты сурун белеттерди. Уанна улукку бөлөктөрү, вишнеска сүгүрүү сабдыла билигин да барын ыйдыра. Николай Николаевич мантан бардыктан тақсат соолу теоретический кадрдары үймериге көрбүдө. Ол абетет критик, үшегей теоретический белемине, билие, көмүлдүк толкуйдур, онна санатын кемтен да туттуулубакка, эдел кырта болуктар ген 2-6 жылларга эппиде. 1995 жылларга саха литературдун сайтытын тугунан кепсетеп төгүлү костолга Николай Николаевич котуду сулузунна полярная звезда журналларга Крым, социалистическая Якутия, Эдер коммунист, молодежь Якутии, Далем Болханатан Татарсырык, критические үйлелери ырыппыта, журналларга печатинер статьялары күчтөрө рецензия жанрыга турулдуктарын, элбек юбилейный статья барын белетерди, отугу журнал критикерин сайынарарга дискуссионный статьялары печаттен сагалан баран токтон халыктын ыйдыда. Дискуссия тоқ коен көжүбетенен манлык бахардыдар. На мой взгляд, причина в том, что дискуссионные статьи были недостаточно остры или не хватало доказательности. Да и выбор самих объектов не во всем удачен. Я бы не сказал, например, что в книге Дьяконова есть материал для дискуссии. Что касается спора об этажах Николая Лубинова, то спор не был плодотворен, потому что оба автора не читали статей друг друга и по существу говорили о разных вещах. Ол дагана котулуу сурнал критика сайдарын тузугар ыйдар үлетин, она соруп оностон үлелигин кайхабыта. Кахаттарда тастары статьялар журналларга, печаттермек статьялардан касыбаттарын, ардыга тагачыга жаяр күчтөрүнөн ордуктарын ыйдыта. Рафаэль Балтайский, Николай Габышев тугунан, Борис Попов, Далан Артайхан судына, Сехенин тугунан статьяларын белетерди, Эдер коммунистка хырат, Көтүк табылуга Квин доғабын поэзия сетін бечаттердин сонун муна солталақ тахарынан ақтарды. Манна критический үлелер коммуниттерин эле тарихыда. Билгилен критиктер уратыларга токтообута керекселилер. Мына ағаны гидимдер. Если Егора Федорова, Петра Вакумова больше привлекают проблемные статьи, при этом первому свойственна большая академичность изложения, то Борис Попов почти исключительно занимается проблемой взаимоотношений, развития характеров литературных героев. Гаврила Филиппова выгодно отвечает превосходное знание языка, острая постановка вопросов и критический подход при общем доброжелательном отношении к автору. Гаврил Окороков часто пишет литературные портреты, не обходя более мелкие вопросы. Каждому из них я бы мог предъявить и претензии, и замечания, не в силу того, что я лучше них, а как читатель белеттерде, оның өксенен сүрін тәрәстерде бір сізге тепселіне тұруыны, уру детективите хатылаханы келдердіде, критический үлелер рецензия литературный негеге дема проблемной ыстықые әрі жанытырдар болғандарын кейтігі. Тюбюгер, развитие литературной критики – это наше общее дело. Без него невозможно развитие художественной литературы ген эффектив. Кәлімдердер 2015 жылларга литература сылыгар турулдубут, саха литературатын санайтын тургулдук байттен саха народный байда Василий Сивсев айырлыгын турнан кылдас белетәһиннерден үлетен болгон көсөп, Манна Николай Николаевич буллакан статьясын бастыкы чагар Василий Сивсев литературный критический үлелерин ырыта. Василий Сивсев критикелер атын байттардан хаянды туупары удатыны буларын чорбады. Онна бир байтуларын умдулан калбыт Григорий Паскачев атын үйететеге келдердік кылатын үлдіктік сценарын. Онан Николай Николаевич критика литератураны сайынырак сүрін үст болуын бігеті көрден, аң бастықыттан сақа критиката сайден бағаран туран үлеләдік.
айынылары ырытынна мыңылданамакка, бәйтін кемін критикетін тұруғын, критиктер үлерінің ұрықпыт орна сыңылағы деді. Иккиле, Николай Николаевич Доброков саха өтетуны критикетін история кедар сығанна ұстық бақырыслы көтәқпік чинчаятчы боларден биһиги білген ене дақалақтарға эхеттібір. Өтетуны критика предметин бұхарыда теорияға икки санаға. Бастықыта критика предметінен бүгінгі күннәға өтетуны процесс білені кем айынында. Иккиле, ұдық тұрылығы тайымені саңалы ылыны, саңалы сыналағын. Николай Николаевич Доброков бәйтін кемін өтетуны процессын ырытарын тағына. Литература критика историяға мөккөрді тұрбық айынлары саңалы қарағанан сыналарда. Қолы бұл маңыз ойын түрін әтияқты күнсіп. Мен қолы бұлдақтан өксетілі алықсерден мүртілері әтияқтың бағалбытын оңыттың Сигили Гаврил Шелипов кепсияты. Ол деген немезіліне олақанлық тоқталақтың арай бұл ұстатияға әтер боллақтына манна айының рулық историясын, бәчәттенеге тақсырыс тоқылықтулары, осыдыларын бұхарбыта, білені ағачылардан маға солтала онына тулақан исторической дағаны, научный дағаны табилейне береді. Николай Николаевич Лорбут үлелеріп келегерелді общественной, исторической, политической событиялары уладылығы көрсетті. Келі сүрді активный позициялар личность еті, оның болат уларыларға тұз көріліған бәчәттенік үлелері дақылақтары дегергегерлер. Үтетуны эйгеға оларыта тұтуден кәмкелейте бәйті не ұғатыды. Айыр вәхеттері, сөйяқшары, сәмәкен олыс долғықты. Бұл бақыдасқана Николай Николаевич Доброков оларыта тұту, онына ұсынан литература ден ұлақан статьяны бұйыптар. Литературады келген тұрар қорыптары чөпчулан бұхар Бұл сәмәкен тыйна саңылы, өз сана, сақа хориячылын айынларыдар, әркеттің білгілігін білегерді. Қолабыл сақуан Данилақ бағына, ұйбан олын үрін елге, Далан доргон дара күйәсілдерден Степан Дабаскелетер келі айынларыдар. Оттан оларыта тұтту келілер құрылғыбыт Николай Лукинов үрдік әрілдар, Эдуард Соколов далаға, Туманча олық сетіне, онтан датын айынларга бұ қайысқа күнілдігін өйдігі. Онан Николай Николаевич оларыта тұтту келіне ұғыт білдәкәқтігін білдерді, көрбәкәқтігін көрдерді, мәғахәңдіктен білігі бүгін атын болы бүттен бәлетір, Олен биһиги олох бутугар ырас сана, Джон сөргө жолун, үтүө ыратын иринек сугар, Джон үрдү карылата бар болуктаах кентимиктүр. Онан Николай Николаевич Доброков бу иккис хайыска бар түмүк курдугател боллакпына литература критика историялар устук вопростары анан рыктыр, чинчипи тусанагын арасты кетти. Үһүс Николай Николаевич 2000 жылларга касыбыт библиографической эйникка килбитинен монатик 2000 жылларга олугут үлелерден килгетер килбитинен барыта төр боюнча чөпчү критикага ананып үлелерин көрдүбүт. Эрдетәне докладчиктар эппиттеринен кини багдыр түз-түзчөгөн ушуной үлелер детилер. Онтон чөпчү бу бәйтин кемимите турна процессигар ананмыр саңа хурултайны сыналарына мен агылынан төрдөнчеден болла. Жандардан көрдөк кимидек сензерин күреребит, элбе хабсолдуран ороребит, проблемна, юбилейна, политическая стратегия, мына литературный материал жанрыгар хорибутерит. Кені бир бастаты критической статьяда Рафаэль Багатайскай айынларга ананмыр. Критик Рафаэль Багатайскай бастаты книгете тақсыраттың 5 жылда аяқ солын қабан, етекемне бәчәттемі төт келген еді. Бұны мана рекетігер кені наға әлдәға табарбақтын, опсайынан Николай Николаевич рекетігер теорияға олғырар, онына қаспирді статьятығар қаяндағаны манық сылынан 4-5 жылы қабан ұрыды. Олада бұл сұриятчы, бұл поэт аяқталаны түхі сайдан ехерін кетен көрі. Онына табылығыты, табылығатары қайтақ бағынан ағасты кетен бұл мүлті, бұл үшігейден. Әден онын болағына критический үйлер қаяндағаны поэтқа көмілер болуқта кене поэт үйнерігер оны мастерскілерді үрдүрігер көмілер өқтәқтен. Онын бұл статьяны бейхәнесі Алтон 2 жылларғы құрылығы статья білген тұрын Рафаэль Багатайскай аяқталаны үсі сайдарға көмілістік болын сөткен, әдек бұтын сөт. Николай Доброков үсі қастағаны обзорный статьялы хүрі бүтін бәлеге қанады. Ол күрдік төрігі
үрдүк өргөддөккен поэзията ден хеттуну сеттен поэзияга нанымын. Агылгону сагылгон агысыллағы поэзияга аналар статья бар. Онтон тоғылгон алтағыллаққа бүгінгі күнняға поэзия ден статьяны мен сақа поэттарын төт бұяқ қараран дирен құртулағы динамот бұта бар. Интересіне бағай дүниттер ектік. Мантан көрдіққа Николай Николаевич Доброков сақа поэзиятын тургун сайдыйтын бейтин кемелек енен томалыдыдан сыналан испедеректе қарай. Анан туган мана хуриячы юбилейлерге намыты статьялар эне элбәттер. Хуриячы юбилейлерге юбилейный статья литературный метелектен критика жанрын көрүнө болот. Оны бәйті туспыне белелерге әкіне бәйті. Николай Доброковка юбилейный статьялар символат чербәттер. Оны угаты киннақтар. Amma çırın altın sahagar, sektör sahagar, ağabon biyehler, Moisey hükümet biyehen sahagar, hektonu var, Semene Rufakka biyehenler, sorunun olan hektonu biyehler, altın dağın beykin yöleneklerin, Allah'ın hürriyatçılıkta teliz yükleyiniz tutuyorlar bu. Onlar da kulağı belirtmenin bu senin Rufakka hürriyatçılıkta statiyetin gördüm, öğrettim ona kili bir sürümlerine Semene Rufakka biyehen sahagar, tühe ayarlıklar setiliğini Сетиһэн кэлбитин сүддәк чолкайтык, чөпчү, араран тылбақты, бұл сонун теманы тойдық поэт, гражданский лирика түнен, оны аяк тылабланын түйгін бербитин, опсайнан олыс үчүкейтик, оны бұл юбилейный статья дер жанрга олық сөптілер, қайдары образцовай статьяны хүйгіттені бәқтігілсі. Жонан түміктен әтерболлақпына Николай Николаевич Доброков критикаға өрлерін анамадықты сағалағын күртіп болынсы, бұл мәнік оны бәлетәхімді дейдегі әттігін. Кені өлері білген тұла критика историятыдар тұспан естеләқтір, белейін естеләқтір дәқтігілсі. Онына кені ученый болын бөгетінен ұдықтылыра теорияға оғыралара ол кені тұсылақтар боларды. Оны бұл Михаил Юрьевич Присяжный бәйтін докладыға ретті, исследования должны идти в народ, массы, не только диссертации делятся дегер. Онын олларын мен түміктер еттімсер, Доброков Николай Николаевич наука критикерінен критиктерді жүріктарымыда кені народқа чуғағын бәйтін білейтін массаға тердерді жүрістікін кәрәхелікке. Мақтар. Ну, на этом заканчиваем сегодняшнее пленарное заседание. Уложились во времени, все хорошо, прошло на высоком уровне. Все докладчики отметили вклад Николая Николаевича в развитие литературоведения и стиховедения национальных литератур в Сибири. Ну, между тем, Николай Николаевич, конечно, не любил никаких эпитетов, да? Он замалчивал свои достижения, а между тем на защите докторской диссертации Николаю Николаевичу присудили степень доктора по двум специальностям, да? Литература народов РФ и теория литературы. Такого другого аналога нет по всей Сибири и совсем немного, наверное, и по всей России, да? И сегодня было два приветствия от университета в лице Голикова Алексея Иннокентьевича и от Министерства образования и науки Республики в лице Присяжного Михаила Юрьевича. Заслушано всего 9 докладов. Иларион Василий Васильевич обещал свой доклад сделать на секции, и мы это проследим, то есть заслушаем по Zoom, да, и то слушали мы выступления наших коллег, наших аксакалов, и перед нами выступил давний друг, соратник Николая Николаевича, народный писатель Якутии Андрей Васильевич Кривошапкинович. Большое спасибо, что конечно, наших коллег из Хакасии и Тувы. Всем большое спасибо. И дальше будем работать. И, конечно, волнуются наши студенты, и пожелаем им тоже успехов на сегодняшних секционных работах. Мы еще встретимся с составом на презентации книги.